Сердце России в одном из главных центров научной мысли не только нашей страны, но и всего мира – Российской академии наук. На нашей конференции принимают участие представители многих стран и регионов России – Абхазской республики, Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь, Болгарии, Венгрии, Республики Грузия, Республики Казахстан, Кыргызской республики, Норвегии, Республики Турция, Республики Узбекистан, Республики Украина, а также прислали заявки из Сирии, Соединенных Штатов Америки и Японии, а также свои доклады. Регионы Российской Федерации представлены Адыгеей, Алтайской республикой, Башкортостаном, Дагестаном, Ингушетией, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией, Крымом, Саха-Якутией, Республикой Северной Осетии, Аланией, Республикой Татарстан, Республикой Тыва, Чеченской республикой, Чувашской республикой, Краснодарским и Ставропольским краями, Астраханской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областями, городами Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Уважаемые коллеги, следует отметить, что наша конференция стала возможной благодаря весомому, а вернее самому главному вкладу помощи члена-корреспондента Российской академии наук, доктора химических наук, профессора, генерального директора объединения «Шелковый Агрохим» Салиса Дубаевича Каракотова. Организаторскому таланту коллектива Фонда содействия развития Карачаево-Балкарской молодежи и его бессменному руководителю Али Хасановичу Тутуркулову, а также коллективу Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук во главе всеми нами уважаемым академиком Российской академии наук Валерием Александровичем Тишковым, Карачаево-Черкесскому государственному университету имени Алиева во главе с профессором Бурханом Нурчуковичем Тамбиевым, молодому коллективу Карачаево-Балкарского научного центра гуманитарных исследований. Все это вы ощутили на себе, когда с вами вели переговоры, вас встречали, покупали вам билеты, готовили раздаточный материал, залы. Прежде всего, хочу особо отметить Хафизу Чучаеву, Людмилу Батчаеву, Зухру Айбазову, Андрея Иванова, Амину Кубанову, Асият Тутуркулову и многих других молодых людей, которые на протяжении всей конференции будут помогать нам в организационном плане. Вам роздана программа нашей конференции. Предлагаю следующий порядок нашей работы. Начать наше заседание с приветственных слов, время не более 5 минут. Затем вступительное слово, далее перейдем к докладам. При этом прошу вас соблюдать регламент и уложиться для докладов в отведенное время. Если же доклад превышает 15 минут, то его можно будет увеличить до 5 минут, но не более. Также прошу вас, кто не сдал свои презентации, сдать их рабочему секретариату конференции Андрею Михайловичу Иванову. Ему же сдайте, пожалуйста, кто не сдал доклады. Прошу докладчиков, если это возможно, в своих выступлениях давать предложения, которые впоследствии будут учтены при подготовке резолюции конференции. Есть ли необходимость голосования за такой распорядок дня? Если нет, то приступаем к работе. Слово для приветствия участникам конференции предоставляется от отделения историко-филологических наук Российской академии наук, члену-корреспонденту Российской академии наук, председателю Дагестанского научного центра Российской академии наук, доктору исторических наук, профессору Хизри Амирхановичу Амирханову. Уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции, у меня почетная обязанность поручения отделения выступить перед вами с приветствием. По программе вы обратили внимание, что это собирался сделать академик Тишков Валерий Александрович.
руководитель отделения историко-филологических наук РАН. Но по независящим от него обстоятельствам он сегодня не смог присутствовать. Он выступит на заключительном пленарном заседании. И Валерий Александрович попросил меня зачитать написанный им текст приветствия, что я сейчас и сделаю. Уважаемые друзья, от имени отделения историко-филологических наук Российской академии наук и от своего имени приветствую участников Международной научной конференции «Этногенез, история, язык и культура карачаево-балкарского народа», проводимого в рамках форума «Историко-культурное наследие народов Евразии». Укрепление межнационального мира и согласия при условии бережного отношения к национально-культурной самобытности и истории этнических общностей России является важнейшим фактором стабильного и безопасного развития нашей страны. В России сложились богатые традиции научного осмысления прошлого народов. Их сохранение, вне сомнения, является важной задачей, требующей объединения усилий научного сообщества. Проводившаяся в первые годы после возвращения карачаевцев и балкарцев из мест насильственной депортации сессия также обсуждала тему о происхождении карачаевцев и балкарцев и пришла к выводу о древних кавказских корнях, о том, что карачаево-балкарская этническая общность сложилась на территории Кавказа, и в силу этих причин она является коренным этносом региона. В то же время остаются нерешенными ряд вопросов в области антропологии, археологии, этнографии, истории, языка и фольклора. Возлагаю надежду, что участники конференции смогут их решить, наметить планы по сохранению преемственности поколений и исследователей для достижения поставленных целей. Столь представительное участие в работе конференции ученых из многих стран и регионов России дают основания быть убежденными в том, что конференция будет способствовать дальнейшему укреплению имиджа и повышению авторитета российской академической школы на международной арене, развитию международных контактов. Сожалею, что по независящим от меня обстоятельствам я не смогу принять участие при открытии конференции. Тем не менее, я присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые прозвучат во время проведения конференции, и надеюсь принять участие в ее работе на следующем пленарном заседании 28 ноября. От всей души желаю участникам конференции успешной созидательной работы, здоровья и благополучия. Академик Тишков Валерий Александрович. Вторая ипостась, в которой я выступаю здесь, это председатель Дагестанского научного центра, и хотел бы сказать несколько слов и в связи с этой стороной моей деятельности. Здесь присутствует очень представительная делегация дагестанских ученых. Я надеюсь, что их участие в конференции будет заметным и полезным. Это естественно, что дагестанские ученые принимают столь активное участие в конференции. Институты гуманитарного профиля Дагестанского научного центра занимаются исследованием археологии, истории, этнографии, языков, фольклора, литературы не только дагестанских народов, но и всех народов Северного Кавказа. И поскольку в Дагестане, как в одной из крупнейших республик, по-моему, самой крупной республики Северного Кавказа, тюркский этнический компонент, родственный карачаевцам и балкарцам, представлен в наибольшей степени на Северном Кавказе, то естественно, что и проблематика, относящаяся вот к этой части, она достаточно развита в нашем научном центре. Сейчас я ознакомился, я думаю, как и все, с программой нынешней конференции, и она, безусловно, впечатляет. Обращают внимание на себя по содержанию докладов то, что при всем многообразии тематики и широте хронологического охвата существует во всех докладах, они пронизаны, подавляющее большинство их,
вот устремленностью к рассмотрению вопросов этнической истории и культуры карачаевцев и балкарцев в контексте общесеверокавказского историко-культурного единства и формирования уже в наше время российской гражданской нации. Поскольку регламент был определен, не хочу его переходить, и закончу свое краткое выступление пожеланием участникам конференции плодотворной работы, широкого обмена мнениями, научными результатами последних лет, доброжелательными и результативными научными дискуссиями. Спасибо. Успешной работы конференции. Спасибо. От Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации слово предоставляется доктору социологических наук, профессору, советнику заместителя председателя Совета Федерации Николаю Степановичу Слепцову. Участникам международной научной конференции «Этногенез. История, язык и культура карачаево-балкарского народа». Уважаемые друзья, приветствую участников международной научной конференции, проводимой в рамках историко-культурного форума «Историко-культурное наследие народов Евразии». Основы хозяйственно-культурного типа, этика эстетических предпочтений, религиозных воззрений и языка карачаевцев и балкарцев уходят своими корнями в героический ирландский период истории Кавказа. Благодаря упорному труду, самоотверженной борьбе с угрозами, агрессией, карачаевцы и балкарцы смогли не только сохранить свою самобытность, но и развить ее до высокого уровня. Были доведены до совершенства животноводства, высокогорное земледелие, высокого развития достигло домостроительной традиции и камнерезное искусство. Данное развитие получило импульс и после присоединения Балкарии и Карачая к России. Став частью многонационального российского государства, карачаевцы и балкарцы внесли весомый вклад в его развитие. В силу своего этнокультурного многообразия наша страна на протяжении всей своей истории представляет уникальный образец единства различных по языку и культуре народов, формирования российской государственности. На современном этапе развития нашей страны создана правовая база в сфере многонациональной политики, направленная на регулирование национальных процессов, сохранение и развитие этнических культур, национальных процессов, традиционных навыков хозяйствования и искренней среди обитания коренных малочисленных народов, защиту национальных меньшинств. Убежден, что итоговые документы конференции будут способствовать сохранению и развитию культур и языков народов России, укреплению исторических сложившихся братских связей народов Российской Федерации, углублению взаимодействия власти, научных и общественных объединений. Желаю участникам и гостям конференции крепкого здоровья, плодотворной и созидательной работы на благо нашей великой многонациональной Родины, на укрепление дружбы между народами. Заместитель председателя Совета Федерации Умаханов. Спасибо. От Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации слово предоставляется доктору экономических наук, профессору, депутату Государственной Думы Ахмату Чокаевичу Эркенову. Добрый день, дорогие друзья. Салам алейкум, силухон ахла. Я хочу от имени депутатов Государственной Думы и от имени руководства нашей Думы приветствовать всех участников и пожелать всего самого доброго. В приветственном адресе Государственной Думы говорится: искренне рад приветствовать участников и организаторов Международного форума «Историко-культурное наследие народов Евразии». Изучение, сохранение и развитие исторического и культурного наследия народов в современном быстро меняющемся мире имеет исключительное значение. Ваш форум, который собрал видных государственных деятелей, авторитетных ученых и специалистов из многих стран, призван осветить на самом высоком профессиональном уровне вопросы этногенеза, территории расселения, социально-политических историй народов Великой Степи, отметить их влияние на формирование истории этнографического облика, политика правовой системы языка народов Евразийского континента.
Убежден, что итоги вашей работы внесут заметный вклад в мировое движение за сохранение и развитие богатейшего историко-культурного наследия человечества. Желаю участникам форума содержательной работы, успеха в осуществлении своей благородной миссии и всего наилучшего. С уважением, первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Иванович Мельников. Если позволите, несколько слов от себя. Хотелось бы отметить несколько очень важных моментов, которые вытекают из постановки. Я уже не говорю о том, что из того, что этот форум будет состоиться. Первое важное значение, я считаю, то, что вот уже в течение нескольких лет, особенно сегодня, в силу тех событий, которые сегодня происходят, и их следствий, руководство нашей страны в качестве приоритета своей внешней политической деятельности определяет евразийское направление. Принимаются и уже приняты очень серьезные политические решения. И есть надежда, что со временем эти решения могут формировать некую команду лидера на базе суверенных самостоятельных государств, которые могут адекватно ответить тем вызовам, которые сегодня имеют место быть. Вторая часть, это касается, не менее важно, это образовательный аспект. Еще великий немецкий философ сказал, что в образовании, в воспитании кроется великая тайна совершенствования человека. Так я вот считаю, что на таких форумах, когда мы будем изучать не только свои корни, истории прошлого и настоящего, и будущего, но если наши двери культуры будут открыты для других культур, других ценностей, то мы создадим достаточно серьезные основания для таких интеграционных процессов. И последнее. Ровно 24 октября, выступая на Валдайской дискуссионной площадке, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин сказал, я говорю дословно, Европа сегодня занимает все более значимое положение в мире и в экономике, и в политике, поэтому учесть его, не учитывать этого нельзя. И хочу закончить словами великого Гумилева, который сказал, что у Европы не просто то есть у Евразии не просто большое будущее, но ему нет альтернативы ни в теории, ни в практике. Еще раз позвольте поздравить вас всех, кто здесь присутствует, пожелать вам интересных творческих встреч и всего вам самого доброго. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется от правительства Карачаево-Черкесской Республики, заместителю председателя правительства Карачаево-Черкесии, полномочному представителю Карачаево-Черкесской Республики при президенте Российской Федерации Батчаеву Борису Анзоровичу. Добрый день, уважаемые гости, участники международной научно-практической конференции «Этногенеза истории языка и культуры карачаево-балкарского народа». Хочу поприветствовать от имени главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Борисовича Темрезова и лично от себя. Желаю, чтобы достигли той цели, которую поставили, ради которого собрались, и итоги конференции послужили в добрую службу всем народам России. А также хочу поприветствовать всех организаторов и спонсоров данной конференции, и особую благодарность выражаю директору Института этнологии и антропологии академика Российской академии наук Тишкову Валерию Александровичу и всем участникам международной научно-практической конференции желаю плодотворной и результативной работы. Слово для приветствия предоставляется известному политическому деятелю, драматургу, чрезвычайному и полномочному послу, президенту Международного фонда «Культура», всем нам известному Олжасу Омаровичу Сулейменову.
Дорогие друзья, засекаю 5 минут, хотя мне то, что хотел вам сказать, конечно, это не вмещается в эти 5 минут, и, к сожалению, завтра я не смогу... Олжас Умарович, вы можете говорить больше. Спасибо. Ага. Завтра я не смогу участвовать в секционных заседаниях. Только вот сегодня мне отпустили этот день. Я пролетел, чтобы поучаствовать вот в этом важном, я считаю, очень мероприятии. И в приглашении было написано «Этногенез, политическая история Карачаево-Балкарского народа, язык и культура». И вот сочетание Карачаево-Балкарс – редкое сочетание в политическом словаре. Но очень важно, что вот эти два народа, разделенные Эльбрусом и сталинскими политиками, вот в Академии наук соединяются, встречаются, мысленно объединяются в одну семью, вливаются в общую семью тюркских народов. Я, конечно, вот политическую жизнь, политический отрезок биографии карачаевцев и балкарцев я каким-то образом знаю. Знаю, потому что я казахстанец, и в детстве и в юности уже встречался и с карачаевцами, и с балкарцами на своей родине. И с чеченами, ингушами, татарами крымскими, тюрками-месхетинцами, калмыками, всех, кого Сталин испытывал Казахстаном. И поэтому именно я в Верховном Совете 1989 года и на съезде народных депутатов выступил с предложением создать закон о реабилитации репрессированных народов. И тогда выступил один юрист, профессионал из депутатов, сказал, что это неграмотно, юридически неграмотно, потому что можно реабилитировать одного человека, но целые народы или народы реабилитировать нельзя. И я сказал, если можно было репрессировать народы, значит, надо и реабилитировать его. И на голосовании как раз вот эта поправка, этот ответ сыграл свою роль, и 100% голосование нашего зала было тогда обеспечено. И такой закон вышел в Российской Федерации, правда, а Верховный Совет СССР тогда принял только декларацию поначалу. Но она стала основанием для закона уже в Российской Федерации. И репрессированы не только были народы, но и история. Вот сейчас я читаю историю тюркских языков, тюркских этносов. И вот эта ограниченная тюркология историческая, она
уже утвердила дату возникновения как бы тюркского народа, тюркского этноса. 5 век нашей эры, всего 1,5 тысячелетия назад. Вот тогда, мол, и письменность возникла, тогда и этнос возник. А я вот начиная с тех 60-х годов, когда увлекся тюркологией, вот, находил слова тюрков, скажем, в шумерском, в египетском, в древнеегипетском языке, и думал, ну как они так тогда могли попасть в 4-е, в 3-е тысячелетие до нашей эры, если тюрков вообще не было. И в Академии наук, но не в этом здании, а на Волконке, тогда, когда состоялось обсуждение моей книги «Аз и я», это 13 февраля 1976 года, я помню эту дату, все наши академики, тогда по списку 47 человек пустили, академиков, членкоров, все отделение общественных наук там заседало. Тогда я сказал, хорошо, если вы не верите тем 60 словам, что я привел тюрко-шумерским, тогда я буду писать словарь 1001 слово. И вот это 1001, ну это значит много очень слов тюркских, я за все эти годы нашел во всех древних ископаемых языках, в древнеегипетском, в древнекитайском, там, на всем пути следования тюрков от Средиземного моря на восток. Но не только на восток оказалось, и в разные страны заносило тогда нашу историю. И сейчас книга эта 1001 слово, надеюсь, в будущем году, но это я обещаю уже 40 лет почти, что книга эта выйдет в следующем году, но она все время оттягивается. Но, надеюсь, выйдет хоть что-то из этой книги. Какими-то частями я публикую опытные образцы, как предисловие, вступление в эту книгу. Но в будущем году более увесистый том, я надеюсь, издать все-таки. И вот фонд, благодаря фонду «Тюркская пирамида», который я создал, эта книга все-таки будет опубликована. И поэтому вот мы участвуем, все мы участвуем вот в этом общем деле воссоздания нашей прошлой истории, где совершенно очевидно, что некогда 3, 4, 5 тысяч лет назад тюрки были... Почему я называю тюркская пирамида вот этот... на нашу историю? Самые плотные слои, самые такие мощные слои внизу. Постепенно они уменьшаются, и фронтально уменьшаются, и в объеме. Это по количеству слов тюркских, найденных, начиная от глубокой древности до средних веков, так скажем. Уменьшается это количество, и поэтому выстраивается такая геометрическая фигура, которую я назвал тюркская пирамида. Мощные слои, там 3-е тысячелетие, 2-е тысячелетие, слабее уже 1-е тысячелетие, нет,
да, первое тысячелетие, а дальше все меньше и меньше и меньше. Но вот эти самые верхние слои захватывает официальная наука. Это как раз вот 5 век нашей эры и далее, и далее. Но это самые верхние, навершие этой пирамиды. А сейчас мы должны углубляться, посмотреть, что же там внизу было в прошлом. Это была великая, большая культура, письменная культура, забытая, к сожалению. И в 1001 слове мы вот с элементами этой культуры, надеюсь, встретимся. Но кроме тюркологии я еще занимался немножечко другими испытаниями. Вы знаете, что в Казахстане 40 лет испытывали атомную бомбу. Семипалатинский полигон. В 1989 году возникло движение Невада-Семипалатинск, которое поставило Советский Союз перед необходимостью остановить испытания. И 19 октября 1989 года раздался последний взрыв. Тогда наше движение, это 2 миллиона человек было записано в это движение, остановило 11 взрывов из 18. Всего 7 удалось произвести. И последний взрыв 19 октября 1989 года. И вот в этом году мы отметили, и государство такую медаль выпустило, 25-летие окончания взрыва практически, испытаний 40-летних. Но так как и карачаевцы, и балкарцы участвовали вот в этом испытании, испытывались люди, народы испытывались и атомной бомбой в том числе, я бы хотел вот на этом собрании вручить медаль, одну медаль карачаевцу и одну медаль балкарцу. Вот такая медаль. Так, Каракетов Мурат, я бы его хотел наградить этой медалью. А вот это здесь уже потом. Титуев Алим, но его говорят нет, но я прошу передать. Вот он здесь, ну все так. Против Что взрыва. такое? Против атомных испытаний. В общем, я буду бороться. Взрыв. Да. Там напечатать надо. Надо.
Желаю успеха этой конференции и тому делу, которому мы все вместе с вами служим. Спасибо. Спасибо большое. Приветственное слово предоставляется чрезвычайному полномочному послу Республики Азербайджан в Республике Польша, доктору исторических наук, профессору Гасану Азиз-оглу Гасанову. Я считаю себя счастливым, что выступаю после нашего аксакала современной тюркологии, дорогого Олжи Асылмаровича. Уважаемые участники конференции, я выражаю глубокое уважение лицам, внесшим свой вклад в организацию этой конференции, имена которых перечислил уважаемый Мурат Джаттаевич. Уважаемые участники конференции, выражаю признательность руководству комитета за приглашение принять участие и выступить на международной конференции «Этногенез. История, язык и культура карачаево-балкарского народа». Азербайджан представлен на сегодняшней конференции в лице целого ряда деятелей нашей современной науки. Разрешите от их имени руководства нашей Академии наук и лично вице-президента Академии по гуманитарным проблемам академика Исага Бейли горячо приветствовать вас и пожелать конференции успешной работы. Масштаб конференции вызывает не удивление, а восхищение. Восхищает широкомасштабный охват стран и высокий уровень участников. Это, безусловно, свидетельствует о том интересе, который существует в российской и мировой науке к истории и современности карачаево-балкарского народа. Нельзя не отметить гигантскую подготовительную работу не только в части решения организационных вопросов, но и в части насыщения научного содержания, которую провели организаторы конференции. Мои наблюдения дают основание сказать, что члены оргкомитета и особенно уважаемый Мурат Джаттаевич Каракетов не ограничиваясь лишь составлением общего списка, тщательно работали с каждым потенциальным участником конференции. Секции формировались неформально, а по ходу выявления все новых и новых тем и участников. В результате получилось то, что мы сегодня имеем. В работе конференции принимают участие 400 ученых, представляющих 18 стран. Научный потенциал конференции представляет собой 14 тематических круглых столов с хронологическим охватом периода более чем 3000 лет. Я не просто поздравляю инициаторов и организаторов этой конференции, но и вместе с ними, и думаю, что вместе со всеми участниками радуюсь этому успеху. Карачаево-балкарский народ заслуживает того, чтобы его история, культура и язык были предметом именно такого обширного изучения и обсуждения. Ведь карачаево-балкарский народ прошел через серьезнейшие испытания судьбы и с достоинством вышел из этих испытаний, а сегодня успешно строит свою жизнь в условиях обновленной России. Но нельзя ограничиться лишь успехом самой конференции. Главный успех еще впереди. Нет никакого сомнения, что конференция послужит серьезнейшим импульсом для дальнейшего повышения интереса ученых многонациональной России, Европы, Азии и особенно тех стран, история которых тесно переплетается с судьбой карачаево-балкарского народа. В числе этих стран, думаю, следует упомянуть и Азербайджан. Азербайджан и Карачаево-Балкар объединяет не только единая история, культура и язык, но и судьба видных сыновей и дочерей наших двух народов. Общая судьба связывала величайшего азербайджанского просветителя XIX века Гасанбека Зардаби и болгарской княгини Ганифы ханум Аслан кызы Абаевой. Они поженились, родили 3 детей и вместе прожили жизнь, полную как великих деяний, так и суровых испытаний. Тяжелые испытания выпали и на долю их детей. Дочь Гасанбека и Ганифы ханум Абаевой, Пери ханум, будучи супругой председателя парламента Первой Азербайджанской республики Альмарданбека Топчубашева, так же, как и мать, вместе со своим супругом,
пережила тяжелые испытания. В своих воспоминаниях Альмардан Топчубашев пишет: в лице Ганифа Ханум Абаевой Гасанбек приобрел искреннего друга, энергичного помощника, ценного соратника, с которым мог делиться и горем, и радостью. Это было содружество молодых людей, полных жизненной энергии, нацеленных на труд в пользу народа. Ганифа Ханум Абаева была активным помощником, когда Гасанбек Зардаби создавал первую в России тюркскую газету «Акинчи». Ганифа Ханум не забывала свою родную Балкарию. При ее содействии в бакинской газете «Каспий», редактируемой ее зятем Алимарданбеком Топчубашевым, печатались очерки видных общественных деятелей Балкарии Мисоста Абаева под названием «Балкария» и Басията Шаханова под названием «Терские дела». Ганифа Ханум Абаева при поддержке мужа создала у себя в квартире бесплатную школу для юных азербайджанок. Долгие годы она была директором первой в Азербайджане школы для мусульманских девушек. Она была инициатором создания женского отделения в составе благотворительного общества «Ниджат», сыгравшего выдающуюся роль в деле просветительства в Азербайджане. Когда в Азербайджане было учреждено звание «Заслуженный учитель Азербайджана», первым этого звания была удостоена именно Ганифа Ханум Абаева. Современники признавали Гасанбека Зардаби духовным отцом азербайджанской интеллигенции, а его верную супругу, балкарку по происхождению Ганифа Ханум Абаеву, называли духовной матерью мусульманских женщин Азербайджана. В 2016 году, исполняя 160-летие со дня рождения выдающейся дочери Карачаево-Балкарского и азербайджанского народов Ганифы Ханум, что является еще одним поводом отметить вклад Карачаево-Балкарского народа в нашу общую историю. В заключение я буду вручать уважаемому Мурату Джаттаевичу электронную версию, опубликованную в 2013 году в московском журнале «Дружба народов» очерка нашего современника, видного азербайджанского философа Рахмана Бадалова, очерка, посвященного Гасанбеку Зардаби и Ганифа Ханум Абаевой. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Слово предоставляется от Национальной академии наук, доктору исторических наук, профессору Национальной академии наук Грузии Зурабу Бахваевичу Квициани. Он еще не подъехал, он. Хорошо, хорошо. Слово предоставляется Джони Квициани, тоже доктору наук, профессору. Уважаемые коллеги, гости конференции, разрешите от имени грузинской делегации поприветствовать вас и выразить большую благодарность за приглашение на столь представительный форум ученых. Сегодня, когда российско-грузинские отношения переживают не лучшие времена, нашу делегацию представляют ученые-археологи, этнологи, историки, лингвисты. Мы приехали обсудить с нашими коллегами российскими учеными актуальные проблемы новых культурно-цивилизационных преобразований в Кавказском регионе. Ученые Грузии всегда поддерживали и поддерживают научные связи со своими российскими коллегами в самые трудные времена. Уверен, что и сегодня современники великих поэтов Кайсына Кулиева, Ираклия Башидзе, известных ученых Михаила Салиханова и Георгия Сулаквелидзе, о дружбе которых слагают легенды, найдут возможность наметить пути новых решений модернизации Кавказского региона. В заключение хочу выразить уверенность, что ученые
России, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Грузии будут ведущими в этом процессе. Желаю успешной работы конференции. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется официальному представителю депутатской группы парламента Кыргызской Республики, доктору медицинских наук, профессору Кубанычбеку Тунгучбаевичу Аппасову. Урматтуу меймандар, коноктор, мырзалар, кымбаттуу мырза айымдар, глубоко уважаемые делегаты Международного Московского тюркологического конгресса. Я передаю вам ысык салам бүтүн кыргыз эл журттан, искренне радостное приветствие кыргызского народа. Смотритесь в мое лицо, вы увидите, как в интернет-сериале, сейчас возьму очки, хорошо смотритесь в мое лицо. Пятый век до нашей эры, 6 век нашей эры, 21 век нашей эры. Изображение древнего киргиза Динлина, Гунна, Сака Масагета, Тюрка, Монгола, Атилу или Эдиля, Манаса, Чингисхана, Тамерлана, Саяна Алтайца на могильных камнях с Орхон-Енисейской эпитафией плачем. И, наконец, вы увидите лицо киргизского Будды, о котором писали журналисты, а также делали гипсовые скульптуры. Сегодня киргизы задают вопрос, кто я, откуда, от кого произошел, когда это было. Думаю, уважаемые тюркологи, вы ответите на эти вопросы в своих научных докладах. Когда-то в 60-х годах 20 века маленьким школьником я спросил у своего деда Апаса: «Дедушка, откуда произошли русские?» «От киргизов, внучек». Совершенно серьезно ответил он. А все человечество тоже рождено от киргизов, внучек. Я иногда вспоминаю деда с улыбкой. Да, мы древние арии, киргизы, тюрки. Когда-то башкиры были нашим боевым племенем. Туркмены назывались киргизами пустыни, казахов звали киргизами, а нас, киргизов, назвали хара-кыргызами. Великими киргизами. Но почему и зачем? Итак, мы древние тюрки, и наша история, часть истории человечества от Геродота до сегодняшнего дня. И это великолепная история. Жашасын түркелбиз, дилибиз, сиздерге ысык салам бүтүн Кыргызстандан. Пусть никогда не кончается тюркский родник древних кочевников-номадов, которым стал весь мир. Чоң рахмат. Большое спасибо. Слово для приветствия предоставляется доктору юридических наук, генерал-полковнику, уважаемому нами Владимиру Ильичу Колесникову. Две ремарки. Но прежде всего, у настоящих киргизов они были светловолосые и голубоглазые. А русских породила алтайская, тюркская орда балтов. Балта, топор. Ну, киргизы где-то рядом были. Уважаемые друзья, спасибо за приглашение участвовать в работе вашего форума
И еще большее спасибо организаторам форума за желание ее провести. Помните у поэта Майкова: «Ему ты песен наших спой, когда ж на песни отзовется, свяжи в пучок ямшан степной и дай ему, и он вернется». Слова напутствия поэт вложил в уста половецкого хана Сырчана, который звал своего брата отрока вернуться домой в родные степи. По-моему, у вас это получилось. Братья сегодня встретились. Спасибо большое. Айны, якуты, казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки, пуштуны, чуваши, хакасы, татары, башкиры, турки, нагаи, карачаевцы, балкарцы, кумыки, болгары, белорусы, сербы, литовцы, хорваты, албанцы, черногорцы, исландцы, датчанцы, бавары, украинцы, 90% русских. Все это только часть тюркского народа, судьбой разбитого на осколки и разбросаны по всему миру. К сожалению, многими давно забытый, а для некоторых враждебный. Вспомните только одну страну, Кавказскую Албанию, которая подарила языческой Византии и миру равносторонний крест. Со времен Рива известно, что если народ лишить истории, то через поколение он превратится в толпу, а еще через 2 поколения им можно управлять как стадом. А людское стадо отличается тем, что оно не угрожает пастухам, а наоборот восторгается ими. Именно на незнании и доверчивости людей правители выстраивали политический баланс на европейском континенте и в мире определяли врагов, начинали войны. История – это совокупность преступлений, безумств и несчастья, сказал французский философ Вольтер. Нет, решительно возразил в XVIII веке английский историк Эдуард Гиббон. История – нечто большее, чем перечень преступлений, безумств и несчастья человечества. И он был прав. Не перечень событий учит и просвещает людей, а знание их. Воистину, время неразрывно. Вчера продолжится сегодня и будет жить завтра. Только незнание себя, своих корней привело российский народ к печальным результатам. В самой большой и самой богатой стране жил самый нищий народ. Мало кто знает, что модель, по которой писали свои труды Карамзин, Соловьев, Рыбаков и все официальные истории, внедрил в умы россиян внук шотландских королей, католик и масон Яков Брюс. Откуда и как появилась его кабинетная рукопись, никто не знает, но она стала лекалом для остальных. По нему под руководством Брюса первый российский историк Василий Татищев в XVIII веке создал фундаментальный труд «История России с самых древних времен», где логика и факты пришли в вопиющее противоречие друг с другом. Исчезли из обихода упоминания такой страны, как Дэшт и Кипчак, державы, простирающиеся от Дальнего Востока до Атлантики, страны, которые платили дань Китай, Римская империя, Византия. А из-под пера учителя гимназии Санкт-Петербурга Наумова в 1823 году появился термин «татаро-монгольское нашествие», взятый затем на вооружение некоторыми псевдоисториками и политиками. Невольно на ум приходят строки стихов Ивана Алексеевича Бунина. Послушайте их внимательно. «Они глумятся над тобой, они, о Родина, корят тебя твоею простотой, убогим видом черных хат. Так сын спокойный и нахальный стыдится матери своей, усталой, робкой и печальной, сеть городских его друзей, глядит с улыбкой сострадания на ту, кто сотни верст брела, и для него ко дню свидания последний грошек берегла. К сожалению, мы веками глазели с улыбкой сострадания на степь, не понимая, что она и есть наша великая Родина. Мало зная о ней, поверили лжи и отвернулись от ее последнего грошика. Сегодня, благодаря гласности, которая, конечно же, преследовала другие цели, будучи мощнейшим инструментом по разрушению СССР, многие смогли проверить свои сомнения и убедиться, что у нашей Родины многотысячелетняя история, что вклад ее в мировое мироустройство определяющий. Это наши предки создали нынешнюю Европу.
объединили и возвысили Поднебесную, дав ей во времена Марко Поло название Хан-Балык, а при Джихаде – Китай, что переводится «город хана» или «огороженный». Создали солнечную династию в Индии. Мы подарили языческому миру единобожие, равносторонний крест, икону и письменность. Остальные религии, христианская, иудейская, мусульманская, возникли на основе тюркских богослужебных сводов, наших с вами сводов, которые учили, что ярость надо побеждать любовью, отвечать добром на зло, скупость побеждать щедростью. Они знали, что нельзя грешить и красть, сказать неправду. Даже в мыслях нельзя завидовать ближнему, называя зависть болезнью красных глаз. Вот о чем просили они в молитвах Бога, вот чем жили. И потерпите меня еще 1,5 минуты. Прошу я у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру, суету и ложь удали от меня, нищету и богатство не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, не отрекся я от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. В Эрмитаже, в Санкт-Петербурге, говорит, проверенные данные, якобы казахам передали, надо проверить. Хранился Коран XII века, написанный знаменитым уйгурским письмом. В нем записаны ныне забытые слова Всевышнего. «У меня есть войско, которое я назвал тюрками и поселил на Востоке. Когда я разгневаюсь на какой-нибудь народ, я даю моему войску власть над этим народом». Иоанн Богослов в своих трудах утверждал, что с Востока придут всадники, освободители народов от власти Рима, и на земле наступит царство вечной справедливости. А разве события 1240 года, освободительный поход царя Батыя, хана, в Европу, а война 1812-45 годов, а события 2008 года в Южной Осетии и нынешнее решение президента страны по Крыму не яркие подтверждения этих пророческих записей и слов. Заканчивая свое выступление, искренне хочу пожелать нашему высокому собранию успешной работы, чтобы по ее завершению мы приблизились к истине и могли заявить следующее, что никакого нашествия монголо-татар и Куликовской битвы не было, а была борьба центральной власти с сепаратистами, разрушителями государства, поддерживаемые и потакаемые из-за рубежа. Я призываю Русскую Православную Церковь критически пересмотреть все решения церковных соборов в стране и за рубежом, набраться мужества и признать, что мы являемся потомками тех, кто подарил миру единобожие, тенгринянство, что наше первенство принадлежит по праву нашему патриарху, а не Ближнему Востоку. Верниться к своей изначальной вере, дополнив ее и объединив под ее кровом все конфессии страны и мира, так как тенгри на самом деле в 3 лицах – созерцающий, защищающий и карающий. И последнее. Я призываю весь тюркский мир объединиться вокруг своей матери, своей колыбели, своей исторической родины, которую мы знаем как Великая Степь, Тартария, Сарматия, Скифия, Дешт и Кипчак, а ныне Россия. И это будет огромная созидающая сила, которая поможет миру избавиться от страшного зла, диктата кучки международных новоришей во главе с США, возомнивших себя властителями и хозяевами наших с вами судеб и жизни. Спасибо. Спасибо, Владимир Ильич. Приветственное слово предоставляется президенту Академии наук Абхазии, доктору филологических наук профессору Зурабу Джотовичу Джапу. Дорогие коллеги, имею честь от имени Академии наук Абхазии, от всего научного сообщества Республики Абхазия поздравить организаторов с открытием столь высокого форума и приветствовать вас всех, участников международной конференции «Этногенез. История и язык»
и культура карачаево-балкарского народа, которая проходит в рамках форума «Историко-культурное наследие народов Евразии». Я приехал на эту конференцию, естественно, чтобы поддержать идею форума своих друзей и коллег, прежде всего Мурата Джадаевича Каракетова и Танзилю Мусаевну Хаджиеву. Однако еще и потому приехал, что карачаево-балкарцы являются кровными братьями абхазов, в прямом смысле этого слова. Дело в том, что в Кабардино-Балкарии живет множество моих однофамильцев, Джапуа, Джапуевы, которые стали карачаево-балкарцами, оказавшись среди этого этноса в силу ряда исторических причин. Завершая свою преамбулу, на этом, с вашего позволения, хочу перейти к краткому сообщению, к очень краткому итогов моего доклада, поскольку послезавтра, 26 числа, когда у меня доклад на секции на тему абхазские, карачаево-балкарские и нардские сказания Сосруква, Сосуруке, должен прервать свое пребывание в Москве и поехать в Карачаево-Черкесию на другую конференцию. Как вам известно, многим из вас, одним из самых ярких составляющих фольклорную общность генетически родственных и неродственных народов Кавказа является нардский эпос, относящийся к сокровищницам мировой культуры и искусства. Геройко-архаический нардский эпос, как и другие эпические памятники, меняется исторически, но при этом сохраняет устойчивые инвариантные повествовательные константы. В этом отношении особый интерес представляет образ Сосруква, Сосурука, по словам Елизара Моисеевича Мелетинского, весьма архаический тип эпического героя, генетически восходящий к культурному герою. Также, по выражению Жоржа Думизиля, самый значительный и самый популярный на всем Северном Кавказе. Следовательно, сюжеты и мотивы, связанные с этим героем, чрезвычайно значимы во всем тематическом диапазоне кавказской нартиады. Из абхазских и карачаево-балкарских нардских сказаний о Сосуруке выявились 9 тематических сходных или близких по содержанию сюжетов, в числе которых доминантные темы эпоса, как чудесное рождение героя из камня, добивание огня и гибель героя. Сопоставление вариантов данных сюжетов в двух версиях эпоса показывает, что в плане выражения, фабулы и композиции сходство здесь отнюдь не полное, иногда весьма относительное и отрывочное. Даже те сюжеты, которые сохраняют сравнительно более близкое сходство, как, например, чудесное рождение героя из камня, добивание огня и так далее, содержат немало повествовательных расхождений. Выяснилось также, что версионные и вариантные различия сюжетов, мотивов и эпизодов характерны для всех тематических более или менее сходных абхазских и карачаево-балкарских нардских сказаний. С одной стороны, в абхазо-карачаево-балкарских нардских параллелях довольно емко представлен кавказский субстрат. С другой стороны, видно, карачаевцы и балкарцы реализовали и аккумулировали в нардских песнях и сказаниях многие религиозно-мифологические образы и представления, которые принесли из тюрко-монгольского мира. Сюжеты абхазского нардского эпоса, принадлежащие его основному герою,
Сосруква в карачаево-балкарской версии встречаются не только в цикле Сосурука, но и в сказаниях об Эрюзмеке, Радчикау, Ачимезе. И такое непостоянство персонажа в карачаево-балкарских нардских сказаниях, такое несходство в сходном свидетельствует как о самобытности, так и о взаимовлияниях глубоких эпических традиций народов Кавказа, относящихся к одной фольклорной культуре. Сюжетно-мотивные совпадения между абхазскими и карачаево-балкарскими нардскими сказаниями объясняются, как писал Шалва Денисович Инал-Ипа, может быть и результатом длительного процесса взаимной этнической инфильтрации между этими народами. Искренне желаю успешной работы и осуществления намеченных целей весьма содержательной и крупной нашей конференции. Спасибо. Спасибо большое, Зураб Джотович. Слово предоставляется от Российского этнографического музея доктору исторических наук Владимиру Александровичу Дмитриеву. Дорогие друзья, коллеги, собратья, мне очень приятно от имени своего музея, Российского этнографического музея, от имени этнографов, музейщиков, наверное, всей страны, по крайней мере, от представителей этнографической музейной науки Ленинграда, Петербурга, приветствовать участников столь выдающегося и интересного форума. Здесь, наверное, должен был бы стоять директор Владимир Грусман. Ну, у нас тоже юбилей, у нас 80 лет образования Российского этнографического музея. Он сейчас там. Мы в 1934 году, пережив определенные потрясения, снова вернулись к деятельности. И в 1934 году снова началась образовательская работа по этнографии карачаевцев и балкарцев, которая связана с именем Евгения Николаевны Студенецкой, я думаю, имя которой много говорит присутствующим в этом зале. Благодаря ей было собрано ядро карачаево-балкарских коллекций нашего музея. Благодаря ей они были сохранены в те трудные годы, когда это было на самом деле чрезвычайно сложным. И благодаря ей и многим другим сотрудникам, этнографам мы имеем возможность сейчас пользоваться ими для повседневной работы. Карачаево-балкарские материалы – одно из самых дорогих составляющих нашего собрания. Они многообразны, хотя и не очень велики по численности, но крайне интересны по глубине, как исторический источник. Они нам постоянно нужны, и мы действительно сейчас вот в этом зале ждем очень многого от предстоящего форума. Здесь собрались выдающиеся ученые. Здесь будут решаться проблемы кавказоведения, тюркологии. Здесь много будут обсуждаться проблем, которые нужны для всех этнографов. Здесь будет, в конце концов, подниматься евразийская проблематика. Все это действительно важно, очень интересно и нужно для нас в практической работе. И в работе, которая ведется сейчас в музее по совершенствованию выставки «Символы тюркского народа», и в работе, которая ведется для создания долговременного проекта, который посвящен кавказской историко-этнографической общности. Поэтому мы действительно в этой работе присутствуем как люди чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы все было бы здесь удачно, чтобы работа проходила бы максимально спокойно, результативно и удачно. Я еще раз передаю наши теплые чувства участникам форума. В 1957 году состоялась знаменитая сессия, которая рассматривала похожие вопросы. Очевидно, тогда еще не говорили слово «евразийство», но это была по-настоящему евразийская конференция. С этого времени прошло много времени. Совершенно изменилась наша фактологическая база. Много произошло теоретических разработок. В конце концов, получило утверждение триада – кавказоведение, тюркология, евразийство – то, что воплощается в этнографии карачаево-балкарского народа. Это выдающиеся, важнейшие темы. Сессия 1957-го дала определенное твердое знание, которым мы все пользуемся достаточно долго. И понятно, что сейчас столь колоссальный форум, столь многочисленный по участникам, столь разнообразный по профессиональной ориентации его участников, выработает новое, достоверное и
историческое, истинное и важнейшее знание, которым мы все потом в дальнейшем будем пользоваться. Я от всех представителей музеев Петербурга, всех музеев, желаю, чтобы было бы возможным у каждого приложить свои силы к тому, чтобы это знание было бы всегда достоянием всех. Спасибо. Спасибо, Владимир Александрович. Мы надеемся, что Российский этнографический музей предоставит нам возможность издать ту коллекцию, которая у вас имеется, и такая предварительная договоренность была. К нам поступают телеграммы от органов государственной власти, национальных академий наук, учреждений культуры Российской Федерации и зарубежных стран. Также поступили приветственные слова от федеральных и региональных органов власти. Теперь, уважаемые коллеги, наверное, назрела пора приступить к сугубо научным докладам. Первый доклад должен был вступительным словом выступить Валерий Александрович Тишков, и, как было сказано, с темой «Российский многонациональный народ и его евразийская миссия», но в силу объективных причин, о которых говорил Хизри Амирханович, он не сможет присутствовать, но передал, что он выступит с докладом в завершающем пленарном заседании. И на этом же заседании будут и другие участники, которые в настоящее время не могут принять участие, но они приедут попозже. Пожелаем Валерию Александровичу скорейшего выздоровления. А сейчас приступаем к научным докладам. И первым я хотела бы предоставить слово главному организатору и вдохновителю этой конференции Мурату Джатаевичу Каракетову, доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук, директору Карачаево-Балкарского научного центра гуманитарных исследований. Тема его выступления – вопросы этногенеза и этнической истории Карачаево-Балкарского народа. Я хотел построить свой доклад на том, что сделано с начала научного осмысления, изучения истории Карачаево-Балкарского народа, упомянуть имена всех тех, кто способствовал становлению Карачаево-Балкароведения как одному из оригинальных направлений кавказоведения и тюркологии. Но, исходя из массы докладов, которые так или иначе затронут эти вопросы, я ограничусь некоторыми проблемными блоками, которые по сей час дискутируются и являются объектом диспута наших коллег, ученых в различных научных учреждениях. Масштабная для своего времени всесоюзная научная сессия по проблеме происхождения балкарского и карачаевского народа была проведена в 1959 году в городе Нальчике практически сразу после возвращения карачаевцев и балкарцев из депортации. На сессии были подняты важные вопросы о происхождении карачаево-балкарского народа, представлены доклады по различным гуманитарным дисциплинам: антропология, археология, источниковедение, этнография, филология, фольклористика. С тех пор, по прошествии 55 лет, появились фундаментальные труды по карачаево-балкароведению, в целом по тюркологии и кавказоведению, да и сама наука ушла далеко вперед, появились новые направления, например, исследования генетики народов мира, в том числе России. Вместе с тем, многое еще предстоит сделать в таких областях знаний, как антропология, археология, генетика, история, лингвистика, этнография, фольклористика. Следует отметить, что выводы специалистов в этих областях на современном этапе развития народов мира перестают быть предметом только научных дискуссий, а становятся вопросом этнической идентификации и сохранения этнических общностей. Научная сессия 1959 года на основе материалов, имевшихся на тот период, пришла к выводу о происхождении карачаевцев и балкарцев от постепенно смешавшихся в течение нескольких столетий местных кавказских, иранских и тюркских народов, среди которых ключевая роль отводилась племенам-носителям кубанской археологической культуры, ираноязычным, по мнению многих авторов, в основном иранистов, аланам, тюркоязычным булгарам и половцам. Но в ходе последующих исследований данная гипотеза стала подвергаться сомнению. Диспуты о принадлежности алан к разным языкам, неопределенность языка булгар в тюркской семье языков
нерешенность классификации тюркских языков, так же как их единство в рамках алтайской языковой семьи с монгольскими, тунгусо-маньчжурскими языками, как и правомерность самого существования данной семьи привели к еще большей неопределенности вопроса о происхождении не только карачаево-балкарского, но и других тюркских народов мира. До сих пор большинство языков тюркских этнических общностей, в том числе карачаево-балкарского народа, не имеют историко-этимологические словари, отсутствует историко-сравнительный анализ данных языков, что затрудняет решение вопроса этногенеза и этнической истории. Что же касается тюркских народов Северного Кавказа и Крыма, то до настоящего времени, несмотря на значительный задел в науке, нет единого мнения о их происхождении, времени расселения их тюркоязычных предков на территории Центрального Кавказа и Крыма, что является благодатной почвой для всякого рода спекуляций, в том числе и политических. Особую тревогу вызывает появившиеся в последнее время исследования по генофонду народов мира. Они носят порой фрагментарный, нерепрезентативный характер. Так, в большинстве из них, в которых затрагивается вопрос об этногенезе народов мира, игнорируется исторический аспект, не учитывается миграция людей. Следует отметить, что, например, по данным переписи 1897 года было выявлено, что многие семьи в Кабарде, Балкарии, Карачае переселились из одного региона в другой не ранее XIX века. Такие же перемещения по различным причинам происходили в период бурных событий XX века. По 10-15 выборкам, взятым в Балкарии, делается вывод о том, что соседние народы сыграли роль в формировании карачаевцев и балкарцев. При этом, если судить по фамилиям лиц, от которых приобретались генетические данные, и вовсе переселились, например, из Дегории не ранее 17, 18, 19 веков, и, соответственно, никак не могли сыграть роль в формировании карачаево-балкарской этнической общности. Об этом говорят данные по карачаевцам, у которых таких лиц с соответствующей гаплогруппой, как называют генетики, не выявлено. Игнорируется здесь и демографический фактор. Так, в Карачае, переселившиеся в начале XIX века в числе 1-2 человек, к концу этого же века их потомки уже превышали численность старых фамилий, и полученные о них данные также не могут быть использованы в решении вопросов этногенеза карачаевцев и балкарцев. Поэтому выборки по карачаевцам и балкарцам, так же как по другим народам Кавказа, должны быть дифференцированы, но в реальности мы видим другое отсутствие такой работы, что ставит под сомнение характеристику этнических общностей в диахронии, то есть определение историко-этнографического облика народа по данным генетики, а сами исследования достаточно нерепрезентативны. Все это дает серьезное основание для комплексного исследования генофонда народов с привлечением специалистов, этнологов, археологов, антропологов и филологов. И, судя по последним исследованиям, такая работа начинает набирать обороты в Центре генетики Российской академии наук. Не менее острой остается проблема полиантропологии. Извините. Полиантропологии. По карачаевцам и балкарцам в настоящее время изучено чуть более 10 черепов начала позднего Средневековья, из которых серия по карачаевцам составляет всего 2 экземпляра. При этом отсутствует сравнительный анализ между не только даже сохранившимися черепами, но и всеобъемлющих исследований по происхождению носителей кавказионского антропологического типа, присущего для карачаевцев и балкарцев. Не менее важной проблемой остается определение начала письменной традиции в Карачае и Балкарии, как и на всем пространстве от Дагестана до Адыгеи. По сей день лингвисты продолжают говорить о том, что, мол, народы от Дагестана до Адыгеи стали письменными благодаря, как говорили в недавнем прошлом, политике партии и правительства, а сотни эпистоляриев, письменно зафиксированных генеалогических преданий, религиозно-дидактических произведений, переводов классиков мировой литературы, Библии в расчет не берется. Такую пагубную традицию следует пересмотреть, поскольку она носит не столько научную, сколько идеологическую подоплеку, навязанную еще в 20-е годы XX века идеологами Коммунистической партии Советского Союза. Сложная ситуация и с археологическими памятниками на территории Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
Многие городища, курганы, могильники, древние стоянки, являющиеся свидетельствами истории народов, бесценными объектами научных исследований, находятся без присмотра государственных органов, разграблены и безвозвратно утеряны. При этом замечу, что данные археологии не всегда совпадают с мнением самих же археологов. Так, курганный погребальный обряд, скальные погребения Карачаево-Черкесии второй половины X века большинством исследователей считаются тюркскими. Их насчитывается более 10 тысяч, тогда как катакомбных погребений, причисляемых ираноязычным народам, несколько десятков или сотен. Тем не менее, носители данного погребального обряда почитаются кем угодно, но только не тюркским. Не правда ли парадокс? В целом следует отметить, что исследование языка, истории культуры и других сторон историко-этнографического облика карачаевцев и балкарцев и их предков нуждается в серьезной защите, поскольку ее отсутствие пагубно влияет на самочувствие карачаевцев и балкарцев, а это в свою очередь влияет на взаимоотношения между народами. Этногенез карачаево-балкарского народа, по мнению ряда исследователей, остается сложным по ряду причин. Я не буду затрагивать вопрос о древнекавказских корнях карачаевцев и балкарцев, они очевидны, доказаны данными археологии, материальной и духовной культуры антропологического типа. А ныне генетики также говорят о выявлении кавказской специфики предков карачаево-балкарского народа. Проблема в других предках, степных народах, способствующих формированию этноязыкового облика карачаевцев и балкарцев, их языковой принадлежности. Таким образом, сложность этногенеза карачаево-балкарского народа, судя по работам исследователей, находится не в кавказских предках, а в тюркских. Во-первых, это связано с тем, что, с одной стороны, антропологически карачаевцы и балкарцы являются европеоидами кавказионского типа, а тюркские и иранские народы весьма разнообразны по своему физическому типу, но весьма отдалены от его кавказионского варианта. Во-вторых, народы Северного Кавказа говорят на языках северокавказской языковой семьи, а карачаевцы и балкарцы входят в кипчакскую группу тюркских языков с более ранним пластом, предположительно булгарским, которые пришли на Северный Кавказ, по мнению, например, Леонида Ивановича Лаврова, не ранее XI века, а в горах появились только после татаро-монгольского нашествия, что по последним за 20-30 лет данным серьезно противоречит реальности. В-третьих, они якобы ассимилировали алан, а последние перешли на язык кипчаков где-то в XIII-XIV веках. При этом утверждается, что аланы до этого века говорили исключительно на иранских языках. На чем основывается данная, я бы сказал, гипотеза? На том, что в найденном в конце XIX века Струковом памятнике и прочитанном сперва Миллером, а затем другими лингвистами, утверждается о явно иранском характере надписи, близкой дегорскому диалекту осетинского языка. Далее в подтверждение принадлежности алан к ираноязычным народам приводятся слова Аланина в сочинении Иоанна Цеца XII века. Другим аргументом является комментарий к Библии, где также, по мнению исследователей, видна иранская речь. К этому же кругу относится Ясский словник 1422 года, который также читается с осетинского языка и поэтому относим исследователям, иранистами в основном к иранским языкам. Но учитывая тот факт, что в местах наибольшего расселения алан найдены многочисленные древнетюркские эпиграфические памятники, в разы большие по количеству с приведенными выше надписями, что позволяет поставить в ряд наивных утверждений об ираноязычности западного населения Алании. К тому же, если маркирующим элементом погребального обряда, о котором я говорил, по мнению ряда исследователей, среди ираноязычных народов Северного Кавказа является катакомбный тип захоронений, а на территории Карачаево-Черкесии таковых единицы, а тюркских скальных и курганных более 10 тысяч, то возникает вопрос, о каких таких аланах идет речь. Мне, как историку, полагаю, и другим моим коллегам тоже важен не только источник, но и автор этого источника. Так вот, такие энциклопедисты XI-XIV века, как Бен-Гурион, Ал-Идриси, Ибн Саид Аль-Магриби, Ибн Ал-Ассир, когда говорят, что аланы и асы были тюрками, то даже критически подойдя к этим сведениям, я не вправе их не только игнорировать, но и оказать как источник, как историк, знак уважения к их не только к их в основном самостоятельным друг от друга, но схожим сведениям.
Интересны и другие совсем друг от друга самостоятельные сведения других авторов об аланах. Это комментарий русского летописца XII века и великого полиглота своего времени, энциклопедиста более раннего, второй половины X, начала XI века Аль-Бируни, который, как сговорившись, особо отмечает, что аланы и асы говорили на печенежском языке или их язык от печенежского рода родяси. При этом замечу, что русский летописец – это не просто летописец, а интеллектуал, переводивший автора I века Иосифа Флавия «Иудейская война», и в том месте, где древнееврейский автор говорит об аланах, он дает комментарий. Язык же ясийский, яко ведом от печенежского рода родяси. Кто же старается игнорировать в угоду направленности своего исследования работы этих авторов, тот явно лукавит, а говоря современным научным языком, подходит к объекту исследования ангажированно и заинтересованно. А там, где присутствует такой подход, там явно видны эмоции, а где эмоции, там нет места научному осмыслению объекта исследования. Я не лингвист, но все же у меня есть вопросы не к прочтению этих текстов, тем более, что эта работа была проделана известными лингвистами, а с интерпретацией всей аланской истории всего аланского общества. Даже если допустить, что эти тексты относятся к иранским языкам, то возникает вопрос, а снимает ли это с повестки дня языковую принадлежность алан и аса? Убежден, что нет. Мало того, с учетом массы артефактов, этот вопрос далек от своего разрешения, как и проблема переселения куманоязычных народов на территорию Кавказа. По данным археологов, оказывается, аланы одевались на тюркский манер. При этом крой одежды в своих маркирующих элементах, оказывается, и вовсе был тюркский, не свойственный для иранских народов. К этому же добавим, что аланы не только одевались на тюркский манер, но и являлись носителями тюркской социально-политической хозяйственной терминологии. Пользовались древнетюркской письменностью, причем функционировавшей исключительно в тюркской среде. При этом замечу, что если в Карачаево-Балкарии сохранились византийская христианская культура, календарь христианский соответствующий, то в западных областях Алании заметно видно грузинское влияние. Возникает и другой вопрос. А как же именовалась та общность, которая или была кавказоязычной, перешедшей на язык новых насельников Кавказа, или же она являлась тюркской по языку или еще какой-то? Гай Плиний Секунд в первом веке нашей эры в своей естественной истории, сообщая о народах, расселившихся от берегов Меотиды, Азовского моря до Ставропольской возвышенности, упоминает камаков, автаков, оранов и карастасеев. Последних он локализует у Кавказского хребта. Такие сведения позволяют предполагать, что в результате смешения автохтонного населения со степными племенами в Центральном Предкавказье начала формироваться новая этническая общность под именем Карастасеи. При этом следует заметить, что схожие с именем Карастасеи в названии местности Харуцон, по данным Минандра византийского VI века, имя народности Горша по армянским письменным памятникам, Киарасур, живущим рядом с Абхазией цигликами или адыгами, по данным хазарского царя Иосифа, Кыргырых или Кырчырых или Кырчыре сохранилось в трудах авторов VI-X веков. Имя народа и название территории Центрального Кавказа античных и средневековых авторов схожи с наименованием населения и обозначением данной территории соседними с карачаевцами-балкарцами народов. Вряд ли это назовешь случайность. Я бы добавил, что это не просто случайность, но и подтверждение того, что приведенные имена народа и названия территории сходны с одним из самоназваний карачаево-балкарского народа Карачай-Илла или Карчала и обозначением территории Карачай. Возникает вопрос, может быть, данные имена уходят своими корнями в древнекавказскую эпоху, или они связаны с другой, условно назовем тюркоязычной группой, оказавшейся в составе сперва скифов, а затем сарматов и алан, а впоследствии гуннов и их потомков. Мы вполне можем допустить, что гунны могли проникнуть на территорию Центрального Кавказа до V века. Так Захарий Риттер в VI веке сообщал, правитель абазгов, то есть абхазов, предков абхазов, Апсид с небольшим отрядом сумел бежать и удалился к жившим поблизости гуннам в пределах Кавказского хребта, причем эти гунны именуются им как савиры. В топонимии народов Северного Кавказа также встречается название, связанное с савирами. Высокий отрог главного Кавказского хребта, Субербаш, Кабардино-Балкария, Сафириком, прежде название части Дегорского ущелья,
Да и само обозначение сванами карачаевцев-балкарцев Савьяр и Мусав, скорее всего, можно связать с савирами. Можно допустить и о более раннем проникновении булгар, другого тюркоязычной общности, булгар в Центральное Предкавказье. Болгарский компонент в историко-культурном наследии карачаево-балкарской общности хорошо иллюстрируется материалами языка. Специалистами отмечается своеобразие карачаево-балкарских словообразующих аффиксов, которые заключаются в том, что часть их имеет булгарский фонетический облик. И надеемся, что на конференции об этом будет сказано. К этому же можно добавить многие слова, например, Тархан, Тархан, Самыр, Волкодав, Кандагай, Клоп и других слов и словосочетаний, которые, по мнению тюркологов, имеют исключительно булгарскую огласовку, отличаясь от такой же огласовки в других тюркских языках. К этому же можно добавить предание карачаевцев-балкарцев, записанное в конце 18-го, начало 19 века, о том, что их предками являются булгадары или булгары. Отразился ли в культуре и быте, религиозном мировоззрении и практике карачаево-балкарского народа другой период тюркской истории Кавказа, хазарский? Да, сохранился. В чем он выражается? Еще в 20-е годы Самойлович указывал, что общий хазарский пласт объединяет в той или иной степени чувашей, карачаевцев, балкаров, мещеряков и некоторые финские народы Поволжья. Название дней недели у карачаевцев и балкарцев частично обнаруживает знаменательную связь с названием дней недели у крымчаков и караимов с одной стороны и у чувашей с башкирцами с другой. В карачаево-балкарском фольклоре, особенно в поремиях, встречается имя древнего правителя, но он в ругательной, правда, форме, сопоставимый с именем хазарского царя Обадия. Обадий называют его. Некий царь, которого проклинают, и который взымал дань с предков карачаевцев. Немало терминов и религиозных обрядов карачаево-балкарской обрядово-культовой жизни также восходит к хазарской эпохе. Возьмем, к примеру, нартский эпос, о котором говорил Зурабджотович, карачаево-балкарского народа. Первым нартом, как известно, в нем выступает Дебет или Девет. У него 19 сыновей. Он установил закон, по которому женил первым не старшего, а младшего. Он культурный герой, первый металлург, а его жену зовут Батчалу или Матчалу, где, как известно, звуки БМ переходные в тюркских языках. Посмотрим на царя Давида. У него 19 сыновей, он женит младшего первым, а его жену на греческий лад зовут Версавия, а на иврите она именована Батшева. Он же в религиозных преданиях был искусным металлургом. Такая сюжетика отражена только в карачаево-балкарском эпосе. Добавим к сказанному, что и шаббат, звучащий так же, как и на еврейском карачаево-балкарском языке шаббат, является нерабочим днем. В Карачаево-Балкарии про этот день говорят: «Шаббат күн адамға ишни қызғанған етеді». День шаббата не разрешает людям работать или буквально жаден на работу. То же самое можно сказать и о громовержце Чоппа, который известен был и хазарам или савиро-хазарам. Следует отметить, как отмечала известный исследователь Карачая-Невская, что каждый карачаевский род имел святилище Чоппы. У меня доклад на круглом столе, здесь же я ограничусь тем, что только в Карачаево-Балкарии это божество сохранило все атрибуты небожителя со всеми присущими для его чествования жертвоприношениями и гимническими текстами, обращенными к нему. Можно еще приводить иные материалы, но одно ясно. Карачаево-Балкария по этим материалам существенно отличается не только от кавказских народов, но и от остальных тюрков. Как в прошлом отличались хазары и булгары от остального тюркского мира, являясь его частью. И в этом смысле карачаево-балкарская культура во многих своих элементах имеет серьезное преемство с культурой хазарской эпохи. Интересны и такие обозначения поселений в Карачаево-Балкарии, как Гата и Кент, что имеет место среди кумыков: Каракент, Бабукент, Урдукент, Генджаката, Амгата, Инджургата в Карачаево-Балкарии, а вспомним печенежские Салмакаты, Кракнакаты, приведенные в трудах императора Византийской империи X века Константина Багрянародного. Кто же мог привнести их в эти места, куманы или кипчаки? Ни те и ни другие. Поскольку на языках кипчакских и куманских такого обозначения поселений не обнаруживается.
Эти персидские обозначения поселений не встречаются и в осетинском языке. Здесь может быть только один вывод о их печенежском происхождении или аланском, которые говорили по аль-Бируни на печенежском языке. Как известно, печенеги до IX века жили в междуречии Амударии и Сырдарии. Там мы имеем и Ташкент, и Чимкент, и так далее. Приводя все эти данные, я хотел бы обратить внимание исследователей, особенно лингвистов, на необходимость исследования всей лексики карачаево-балкарского народа, а историкам обратить внимание на весьма серьезные данные, игнорировать которые при всем желании невозможно. Впрочем, на нашей конференции многие будут поднимать эти проблемы, но одно становится ясным. Карачаево-балкарская часть тюркского с одной стороны и кавказского с другой таит в себе то, что требует серьезного и в первую очередь коллективного осмысления. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Зауру Гасанаглу Гасанову, доктору истории, ведущему научному сотруднику Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Азербайджан. Тема доклада «Проблемы этнического и религиозного состава скифо-сарматского мира». Уважаемые организаторы конференции, уважаемые участники, прежде всего хочу поблагодарить за предоставленное мне слово. Первые исследователи скифской проблемы относили скифов к урало-алтайским народам. Лишь позднее инициативу перехватили исследователи-иранисты. Благодаря их усилиям сегодня в скифологии установилась традиция относить всех скифов к ираноязычным народам. Версия о тотальном ираноязычии всех скифских племен настолько укоренилась в науке, что вошла в престижные энциклопедии. Однако письменные источники не дают нам оснований для подобных выводов. В истории Геродота приводится информация о наличии 7 различных языков в Скифии. Геродот не сообщает нам о том, что это были за языки. Исключение составляет и лишь его сообщение о том, что часть скифов говорила на эллинском языке. Одни из первых исследователей скифской проблемы Мищенко и Миллер в результате исследования пришли к выводу об этническом различии скифских племен. Мищенко разделял скифов на 2 этнические группы. Первая группа – арийцы, это калипиды, ализоны, земледельцы и пахари. Вторая группа – урало-алтайцы, скифы-кочевники и царские скифы. Всеволод Миллер разделял скифов на 3 различных этноса. В первую группу он включал царских скифов и кочевников, во вторую группу восточных скифов, в третью западных скифов-земледельцев. Как сообщает Всеволод Миллер, в то время как он и Мищенко видят полиэтничность скифского общества, остальные специалисты видят в скифах либо исключительно иранцев, либо исключительно урало-алтайцев. Элис Минс также считал, что скифское общество было полиэтничным, и в частности он относил царских скифов к тюрко-монгольским народам. Данные современной археологии также подтверждают информацию письменных источников о наличии различных этносов в Скифской империи. Об этносах, населяющих Скифию, можно судить с позиции преемственности этносов, известных из политической истории последующих веков на исторической территории скифов. В последующие века здесь наблюдаются поселения нескольких этнических образований, относящихся к славянским, иранским, тюркским, угрофинским, кавказским и греческому языку. Использование имен, относящихся к совершенно различным периодам и этносам, является наиболее серьезной методологической ошибкой большинства сторонников ираноязычия скифов. Об ошибочности подобного подхода писал еще Ростовцев. Он отмечал, что ираноязычие скифов было доказано на основании сарматских имен исконных и позднее прибывших жителей Пантикопея, Танаиса
и Ольвии римского периода. Что касается так называемого наличия некоторых иранских элементов в языке скифов и сарматов, то Всеволод Миллер отмечал, что лингвистический анализ собственных имен скифов Северного Причерноморья никак не может служить доказательством ираноязычия скифов. При этом в качестве аргумента Миллер приводит, что эти имена вполне могли быть заимствованы скифами у иранских народов. Важно привести завершающую мысль Миллера, который признался, что не считает доказанным факт иранства скифов. Высказанные ростовцем и Миллером предупреждения были откровенно игнорированы Абаевым. В частности, под скифским языком Абаев имеет в виду общее название для всех иранских скифо-сарматских наречий и говоров, которые существовали на территории Северного Причерноморья в период от 8-7 веков до нашей эры и вплоть до 4-5 веков нашей эры. Абаев берет за основу весь набор сохранившихся слов, приписывающих скифам, савраматам, сакам, сарматам, в том числе и слова, выявленные за пределами скифами, на территории Фракии, Иберии и других регионов, в период, значительно отстоящий от периода, в котором наука локализует скифов. Априорная идентификация Абаевым двух языков, скифского времен Геродота и сарматского периода 4-5 веков, крайне неубедительна. Среди всех скифских племен царские скифы, сколоты, наименее всего располагают к идентификации с индоиранскими народами, а точнее остинами. На это неоднократно указывали и сами иранологи. В частности, Всеволод Миллер, который считал вполне вероятным, что царские скифы не принадлежали к индоевропейским арийским народам. О непричастности остин к царским скифам говорит и Дьяконов. Он отмечает, что сколотами, царскими скифами, называла себя лишь одна группа скифских племен. В частности, предки остин так себя не называли. Абаев откровенно признает огромную сложность иранской идентификации скифов геродотского периода, когда пишет: прослеживая изменения в составе варварских слов и названий от Геродота до 2-3 веков, можно констатировать, что иранский элемент усиливался постепенно, достигнув максимума к первым векам нашей эры. Не случайно, что у самого раннего автора Геродота мы находим наибольший процент терминов и слов, не имеющих удовлетворительного иранского объяснения. Иранизация проходила через ряд этапов. На начальных ее этапах удельный вес доиранских элементов был еще весьма значителен. Таким образом, вышеупомянутые иранисты указывают на то, что в геродотский период среди скифов еще не было иранцев. Ниже я приведу несколько примеров, наглядно демонстрирующих зыбкость позиции иранистов в скифологии. Взяв за основу наличие суффикса «т» в скифо-сарматских этнонимах, например, таких как Паралат, Авхат, Сколот, Саврамат, Сармат, Масагет, Фисагет, Скус, скиф, который в правильной древней греческой транскрипции читается как скут, и другие, иранологи утверждают, что суффикс «т» является показателем множественного числа в скифском языке. Абаев утверждает, что скифский суффикс «т» или «тай» близок к флексии множественности «т» в остинском языке. Янош Харматта отмечает, что для большинства исследователей метод формирования множественного числа «тай» в языке скифов является решительным доказательством родственных связей скифа-сарматского, аланского, остинского. В связи с этим возникает вопрос о том, насколько суффикс «т» в качестве показателя множественного числа распространен в иранских языках. Янош Харматта отмечает, что суффикс «т» в качестве показателя множественного числа известен только в остинском и ягнобском языках, являющимися продолжителями древнесагдийского. Как выясняется, он отсутствует в остальных современных, а также древнеиранских языках. В частности, этот суффикс отсутствует в авесте и в древнеперсидском. В соответствии с Всеволодом Миллером, остинский суффикс «т» нетипичен для индоевропейских протоиранских языков. Он отмечает, что данная грамматическая структура типична для угро-финских и алтайских языков. В соответствии с Миллером тот же принцип суффиксации появляется в новоперсидском и курдском.
Миллер отмечает, что эти иранские языки однозначно заимствовали данную манеру суффиксации и затем добавляет, что, по всей видимости, они заимствовали ее у соседних тюркских народов. Тохтасев соглашается с выводами Миллера. Завершающая мысль Миллера заключается в том, что предки астин могли заимствовать суффикс «та» у скифов. В соответствии с Поппе в древнетюркском было два самостоятельных суффикса множественного числа. Первый суффикс «т» или «ут» и второй суффикс «гут», которые в основном прослеживаются в древнетюркском на примере слов, объединенных семантикой воинов и высшего дворянства. Например, алпагут – смелые мужи, урунгут – воины, баягут – богатые мужи, таргат – дворяне высшего ранга, тигит – принцы. Аналогичная картина наблюдается и из скифов, когда из известных нам 5 мифических этнонимов, 3 из них – Афхат, Паралат, Сколот, имеющих статус воинов и царей, прослеживается суффикс множественного числа хат, ат, от. В целом ряде скифских имен и племенных названий присутствует звук «л». В частности, из 21 мифических термина царских скифов, приведенных Геродотом, в составе 4 липоксай, кулаксай, сколот, паралат имеется звук «л». Кроме этих 4 мифических терминов, имеется большое количество скифских собственных имен и названий исторических племен, в которых также имеется звук «л». При попытках этимологизации этих слов Миллер, Абаев, Грантовский и Харматов встретились с серьезной проблемой, заключающейся в том, что в древнеиранских письменных источниках фонема «л» отсутствовала. Авестийский алфавит не имеет знака для звука «л», а в древнеперсидской клинописи он использовался для записи только лишь нескольких чужих имен и географических названий. Для того, чтобы преодолеть это противоречие, Абаев априори заявил, что наличие в скифских сарматских именах фонемы «л» само по себе является доказательством того, что этот звук уже существовал в астинском языке в скифский период. Абаев, фактически не упоминая этого термина, применил метод циркулярной аргументации. Под термином циркулярная аргументация, то есть доказательство по кругу, в западной науке, в современной западной науке понимается то, что сначала автором априори выдвигается гипотеза, к примеру, об ираноязычии скифов и сарматов, а затем уже неподтвержденная гипотеза используется в качестве доказательства. Грантовский продолжает традицию применения метода циркулярной аргументации, настаивая на замене звука «л» в названии скифского племени Паралат на «д» лишь для того, чтобы оно соответствовало авестийскому Парадата. Что касается наличия звука «л» в имени первоскифа Липоксая, то Грантовский предложил поменять этот звук на «р» и интерпретировал это имя в форме Липокшая. Таким образом, этимология Грантовского строится на непоследовательной аргументации. В одном случае он меняет скифский звук «л» на «д», а в другом случае «л» на «р». Важно отметить, что фонема «л» также присутствует в этнониме «алан». По сегодняшний день иранологи не смогли представить вразумительных причин появления неиранской буквы «л» в этнониме «алан», который они считают иранским. Жорж Дюмизиль заложил в скифологии традицию, в соответствии с которой триединство является основой индоевропейской, в частности, иранской культуры. Однако, как отмечает Хазанов, многие иранисты сами опровергают идею о специфическом индоевропейском характере предполагаемой трехчленности. Кроме того, он приводит и примеры, свидетельствующие о дискуссионности такого подхода. Ошибки исследователей, стоящих на позициях Дюмизиля, заключаются в следующем. Во-первых, триединство не является исключительным атрибутом индоевропейской цивилизации, поскольку присуще практически всем мировым культурам, на что указывает Хазанов. Во-вторых, у скифов целый спектр
числительных, которые требуют специфического толкования. В качестве примера можно привести цифру 4. 4 племени скифов, 4 небесных дара, четырехугольный символ Скифии. В целом следует отметить, что исследование скифского социального устройства на основе иранской традиции не отличается системным характером, а является эклектическим сопоставлением отдельных фактов. В соответствии с Геродотом скифы поклонялись 7 богам, а племя царских скифов, под которыми подразумевают собственно скифы, поклонялись еще 8-му богу, Тагемасаду, которого Геродот идентифицирует с греческим Посейдоном. Абаев предлагает идентифицировать скифов с осетинами, основываясь на факте наличия 7 богов у некоторых скифских племен. Он отмечает, что семибожная схема является традиционной для индоиранских народов и в качестве примера приводит цифру 7 в зороастризме и ведах. В качестве еще одного доказательства Абаев приводит наличие в Василии святилища под названием Авдзвары, что, по его мнению, должно означать 7 божеств. При этом в качестве источника Абаев ссылается на Миллера. Обращение к работе Миллера показало, что, во-первых, Миллер это название переводит не как 7 богов, а как 7 святых. Абаев небрежно переделал это в 7 божеств. Во-вторых, Миллер сообщает, что это святилище является церковью, то есть христианским святилищем. Подавляющее большинство осетин являются православными. Обращение к истории православия показало, что в нем широко почитается 7 святых мучеников Маковеев, пострадавших от сирийского царя Антиоха Епифана. Исходя из этого, более целесообразно было бы относить эту осетинскую церковь 7 святых к христианской религии. В целом вопрос наличия так называемого осетинского семибожия довольно сомнителен. Следует также отметить, что семибожие не может считаться отличительной чертой представителей только иранских народов, поскольку цифра 7 является сакральной цифрой для большинства народов мира, в частности для семитских и алтайских народов. Числовая идентичность семибожного пантеона у скифов и иранских народов является одним из основных аргументов Абаева в пользу того, что скифы были протоосетинами. Однако, настаивая на семибожной структуре иранских пантеонов и отрицая наличие у них 8-го бога Посейдона, Абаев тем самым отказывается от версии иранского происхождения царских скифов, которые являются, собственно, скифами. Следует также отметить, что Абаев этимологизирует именно только 5 из 8 скифских богов. При этом из этих 5 богов он выделяет лишь 2 как наиболее достоверных. По этому поводу он пишет: из известных в иранском мире божеств в скифском пантеоне с известной долей вероятности распознаются Арти, Аргимпаса и Ваю, Гойтосир. Для того, чтобы этимологизировать эти 2 имени на иранской основе, Абаев предлагает ввести поправки в их имена. Например, имя Аргимпаса он предлагает заменить на Артимпаса, то есть заменить букву «Г» на «Т», поскольку в исконном варианте ему не удается этимологизировать имя. По поводу имени скифского бога Гойтосира Абаев пишет: возможность ошибки приходится допускать и в имени бога Гойтосир, так как в данной форме имя не дает удовлетворяющего иранского истолкования. Если допустить здесь описку «т» вместо «г», то мы приходим к «койгосирус», что идеально соответствует иранскому «ваюка сура». Данная этимология Абаева, как я говорил выше, строится на циркулярной аргументации, которая критикуется в современной индоевропеистике. И в заключении я хотел бы еще раз отметить, что мое исследование показывает, что скифское общество было полиязычным, поликультурным и полирелигиозным. Исследование в области скифологии надо вести среди языков и этнографических материалов славянских, иранских, тюркских, уграфинских, кавказских народов и греков. И, наконец, заострение внимания исключительно на скифах иранского происхождения является методологической ошибкой скифологов. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое за интересный доклад.
Слово предоставляется доктору филологических наук, профессору, директору научного центра монголоведных и алтаистических исследований Калмыцкого государственного университета, известного филолога Валентину Ивановичу Рассадину. Тема доклада «Тюрко-монгольские языковые связи и проблема тюрко-монгольского праязыка». С докладом выступит доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и общего языкознания Калмыцкого государственного университета Светлана Минкеновна Трофимова. Прежде чем дать слово, разрешите от вашего имени, от имени конференции, участников конференции, поздравить Валентина Ивановича Рассадина с юбилеем. Ему 12 ноября исполнилось 75 лет. Разрешите и пожелать ему здоровья и всего самого наилучшего. Пожалуйста, Светлана Минкеновна. То, что вы сказали, полетите в Санкт-Петербург. То есть поедешь. 30. Хорошо, хорошо. Пока Светлана Минкеновна готовится, разрешите предоставить слово Гарун Рашиду Абдулкадыровичу Гусейнову, доктору филологических наук, Дагестанский государственный университет. Тема доклада «Некоторые вопросы языка алан по данным средневековых авторов». Вот ее, это там. Это известный такой интересный историк. Он из Азербайджана, но он, кажется... Уважаемые товарищи, друзья, господа, с самого начала хочу сказать, что проблема языка алан очень сложная и многогранна. Что касается, в первую очередь, их исторического пребывания на Центральном Кавказе, обращает на себя внимание знаменитая зеленчукская надпись X века. Она считается наиболее известным письменным памятником аланского языка или древнейшим памятником осетинского. Ну, и не останавливаясь на проблеме общей принадлежности надписи, хотел бы остановиться только на одном слове. На слове черте памятник. И обратить внимание присутствующих на небольшое противоречие в звучании этого слова и в осетинском языке, где эта форма представлена в цокающей форме. А в то же время в сванском и чечено-ингушском языках она представлена в наиболее близкой, чокающей форме. Парадокс заключается в том, что в стародвальском языке, я имею в виду южных осетинских говоров,
а также в заимствованиях из осетинского в соседние кавказские языки присутствует че, более древняя иранская форма. Причем сам переход в че-це считается относительно недавним переходом. С другой стороны, цоканье, которое известно осетинскому языку, он носит, на наш взгляд, булгарское происхождение. И само это цоканье в наиболее, так сказать, таком интенсивном виде представлено именно в карачаево-балкарских говорах. Это центр цоканья, и, на наш взгляд, данное явление в осетинском языке следует считать булгарским субстратом, а не наоборот, как обычно полагают. На этому вопросу у меня посвящено большое количество статей. Когда будет доклад опубликован, вы сможете познакомиться. На чем я основываюсь? Я основываюсь на том, что присутствие булгар на Кавказе известно в источниках со II века до нашей эры. Это знаменитая информация сирийского ученого Мараба Скатины о том, что в 149-127 годах до нашей эры произошли большие смуты в цепи Кавказских гор в земле болгар. А термин «балкар» является первичным по отношению к слову «болгар». И вот в другом докладе на секции я покажу, что значение этого слова означает «горец», потому что «балк» в протюркском – это гора, «баш», «балк» и так далее. Другой концептуальный момент. Мы придерживаемся той точки зрения, которая недавно была сформулирована Кызласовым о переднеазиатской прародине тюркских народов. Причем, как он полагает, ранее, относящаяся к бронзовому и раннему железному векам культурная история тюркоязычных народов связывается с отделением хазаро-булгарского компонента, поглощенного впоследствии продвижением на запад более поздних восточных тюрок. Они пришли в Центральную Азию ко времени гунской экспансии с первоначальной западноазиатской прародины, позднее исхода из нее про хазаро-булгар. Именно во II веке до нашей эры, согласно исследованиям наших тюркологов, булгарская общность отделяется от общетюркской. Возникает вопрос в необходимости уточнить тот ареал, где произошло это отделение. Кроме того, традиционная иранская этимология термина «алан» вызывает большие сомнения. Я не буду высказывать, так сказать, чисто лингвистический материал, чтобы не утомлять присутствующих. В одной из статей я это показал. Но все забывают о том, что «алан» в тюркских языках означает «равнина». И, так сказать, этот корень не следует, так сказать, который явственен, показывает, что понятие «алан» связано с равниной, и тем более, что если мы берем те зоны, где находится, так сказать, находят «алан» ираноязычных, то это в основном равнинные территории. И поэтому, так сказать, именно это должно стать основой дальнейшей интерпретации. Кроме того, мы не обращаем внимания, опять-таки приношу свои извинения тем, что привожу, может быть, исключительно лингвистический материал, но мимо него пройти нельзя. Вот упоминание в I веке нашей эры «аланы» становится известным латинским источником. Но никто не обратил внимания, что в латинских источниках эта форма звучит как «халани», но не «алан». В греческом «халанос» со знаком тонкого придыхания, тоже «халан». Исходная форма «халан», которая совпадает с протюркской формой. И если совместить все то, что мы сейчас говорим, то еще один интересный материал следует принять во внимание. Это сведения у народов Поволжья об мифических великанах Алан-Гасарах. Что такое Алан-Гасар? Алан-Гасар – это Алан равнинный, Гасар – это Хазар, равнинные хазары.
Значит, причем этот термин широко распространен. В свою очередь, если мы движемся дальше, мы знаем, булгары прибыли в Поволжье с территории Северного Кавказа, где, естественно, и столица Хазар находится, так сказать, Семендер, у нас в Дагестане, в Кумыкии точнее. Значит, естественно, вот отсюда происходит это движение. И потом хотелось бы обратить внимание на то, что мы знаем, что аланы, то есть хазары брали дань с полян, это тоже равнинная территория. И можно говорить о том, что аланы являются древним тюркским населением этих регионов. То есть здесь идет понятие алан. И самое, что интересно, в Дагестане, нынешнем я имею в виду, по сведениям арабских авторов упоминается область Алал-Гумик. Область Аллан, опять-таки, упоминается Алал-Гумик. Вторая часть Гумик – это обозначение кумыков, то есть равнинные кумыки. Я не успеваю проводить те формы, которыми я располагаю в плане их интерпретации, но хочу сказать, что можно говорить о двух группах булгарского населения. Горной группе и группе равнинной – это алана. Таким образом, мы можем говорить в отношении тюркских народов Северного Кавказа, я имею в виду в первую очередь кумыков и карачаево-балкарцев. Карачаево-балкарцы называют себя Тавлу. Тавлу термин идет, но есть одновременно и слово Аланла. Слово Аланла, конечно, можно интерпретировать, я думаю, со мной согласятся специалисты. Вторая часть, ведь это суффикс «лы» в булгарском звучании с редукцией «аланлы», то есть равнинный и что? Горный, воспоминания о, так сказать, том, что когда-то находились и на равнине. В Дагестане то же самое. Значит, у меня есть, я не буду ссылаться на эту публикацию, вы ее найдете, когда будет все опубликовано. Со всей уверенностью можно говорить и о горных хазарах. Масса преданий в Дагестане о, так сказать, еврейских поселениях, селах еврейских. Так мы знаем, что хазары исповедовали что? Иудаизм. Так сказать, почти вся территория горного Дагестана имеет подобные предания. Значит, я хочу сказать, что неужели хазары, которые контролировали громадные территории, не могли быть в состоянии взять под контроль и соседние горные территории, правильно же? Это абсолютно логично, без специальных доводов. Потом характер хозяйства. Если хозяйство кочевое, то не могут же, так сказать, скот находиться только на равнине. Он должен отправляться и куда? В горы, правильно же? А в горах должно быть, так сказать, достаточно безопасное хозяйство, так сказать, пределы. И если говорить о том, насколько давно мы фиксируем аланы, допустим, в горной зоне, я, так сказать, моя работа, так сказать, доклад источниковедческий, значит, хотел бы привести сведения о том, что о Дарьяльском проходе, который упоминается у сасанидского царя Шапура, верховного мага Кирдира, в 243-273 году, где тоже упоминается алан, причем форма двойная ЛНН, причем второе «н» – это показатель множественного числа. То есть аланы. Значит, аланы таким образом фиксируются и на этих территориях. Поэтому, я думаю, не надо далеко очень ходить, когда термин «алан» существует в тюркских языках. Просто на историю тюрок сейчас надо смотреть с другой точки зрения. Я разделяю, еще раз повторяю, ту точку зрения, что прародина находилась в Передней Азии. Это сейчас подтверждается и генографическими исследованиями. Ведь анализ крови показал, что народы Кавказа имеют переднеазиатское происхождение. Вот в чем дело. И, так сказать, решение этого вопроса, я считаю, одной из главных перспективных задач не только тюркологии, но и других смежных дисциплин. И в заключение хотел бы отметить, что наш доклад не претендует, конечно, на исчерпывающую полноту рассмотрения данного вопроса. Мы хотели здесь просто поставить вопрос о том, что необходимо изменить вектор исследования данной проблемы и обратиться к ее исконно тюркским корням. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое.
прежде чем... Светлана Минкевна, будьте любезны, ваш доклад подготовлен Валентином Ивановичем Рассадиным. Тема доклада «Тюрко-монгольские языковые связи и проблема тюрко-монгольского проязыка». Пока Светлана Минкевна идет на трибуну, к нам поступило, значит, приветственное письмо от Национальной академии наук Грузии. Национальная академия наук Грузии сердечно поздравляет всех участников международной конференции «Этногенез. История, язык и культура карачаево-балкарского народа». Данный форум, несомненно, является важным событием в научной жизни всех кавказоведов. Впечатляет и география участников конференции. Карачаи и Балкария не только добрые соседи Грузии, но и генетически близкие родственные народы на протяжении веков, демонстрируя дружбу и братство. И далее говорится о том, что принять участие по болезни член-корреспондент Академии наук Грузии лорд Кипанидзе не может и желает успеха в работе всех участников конференции. Вице-президент Национальной академии наук Грузии, председатель Национального комитета историков Грузии, академик Митревели. Светлана Минкевна, прошу. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, я приношу глубочайшее уважение за такое, мне крайне неудобно, видимо, я растерялась, мне нужно было читать доклад профессора Валентина Ивановича Рассадина. Извините, пожалуйста. Тюркские и монгольские языки, как известно, вместе с тунгусо-маньчжурскими давно уже считаются родственными и объединяются в одну так называемую группу алтайских языков, названных так потому, что формирование их происходило якобы в обширной географической зоне Алтая. К этим языкам впоследствии стали причислять корейский и японский язык. В самом же алтайском языкознании, которое оформилось как самостоятельная отрасль общего сравнительно-исторического языкознания, на подлинно научной основе лишь в XVIII веке, вопросы лексикостатики почти не разработаны. Поэтому в исследованиях алтаистов не освещаются хронология существования алтайской языковой общности и времени ее распада. В алтаистических работах нет также единства взглядов на процесс распада алтайской общности. Владимирцев считал, что прото-алтайский язык сначала разделился на две ветви – на тюрко-монгольский язык основу и на тунгусо-маньчжурский проязык. От тюрко-монгольского проязыка впоследствии образовались тюркские и монгольские языки основы. Таково же мнение придерживался и Баскаков. Рамстед выделяет из алтайской языковой общности тунгусо-маньчжуро-монгольский проязык отдельно от тюркского и включает число алтайских языков также и корейский язык. Вслед за Рамстедом Поппе тоже делит алтайский язык основу на две ветви. Первая на тюрко-монголо-тунгусо-маньчжурскую языковую общность, которая впоследствии разделилась на прототюркский язык, и монголо-тунгусо-маньчжурскую языковую общность. Вторая ветвь на древнекорейский, из которого изолированно развился современный корейский язык. Древнекорейский язык первым выделился из алтайской языковой общности. Из монголо-тунгусо-маньчжурской языковой общности впоследствии через протомонгольский и прототунгусо-маньчжурский языки развились отдельно монгольский и тунгусо-маньчжурские языки. Как можно видеть, схемы распада алтайской языковой общности, предложенные Рамстедом и Поппе, принципиально отличается от схем Владимирцева и Баскакова, точку зрения которых разделял, кстати, и Санжеев. Последний возводит тюркские и монгольские языки к одному тюрко-монгольскому проязыку. Это положение было принято в советской алтаистике, что стимулировало в свое время развитие, особенно в исторической тюркологии, специального направления исследований под названием тюрко-монгольское языкознание. При этом активно велись поиски тюрко-монгольского проязыка. Вера в тюрко-монгольскую языковую генетическую общность
базировалась на наличии очень большого количества лексических соответствий, наибольшего среди алтайских языков. К совершенно иному пониманию процесса и результата развития алтайских языков пришел крупнейший алтаист XX века Котвич. В своей работе, обобщающей его алтаистические исследования, он пришел к выводу о том, что алтайские языки развивались в условиях взаимных контактов, вырабатывая типологически общие черты своего грамматического строя и взаимообогащаясь лексическими элементами. Поскольку тюркские и монгольские этносы контактируют вот уже многие тысячи лет на ограниченной территории Центральной Азии, в их языках, само собой разумеется, накопилось определенное количество общих элементов, как в лексике, так и в грамматике. Подсчет Котвича, произведенный им в процессе изучения взаимодействия алтайских языков, показал, что между тюркскими и монгольскими языками выработалось около 50% общих элементов грамматики и около 25% лексики. Это очень большие проценты сходства, нуждающиеся в уточнении. К сожалению, Котвич не оставил нам того фактического материала из алтайских языков, который дал основание ему сделать такой вывод. Занятие в течение более чем полувека непосредственно тюркскими и монгольскими языками, причем как в аспекте их практического употребления, так и в плане исследований их звукового, грамматического и лексического строя, их диалектных систем не только при синхронном описании, но и при сравнительно-историческом изучении поисков этимологий, исследования взаимосвязей привели профессора Рассанина к пониманию того, что не все так просто и однозначно в области взаимоотношений тюркских и монгольских языков. Цифры процента, выведенные Котвичем, на первый взгляд поражают. Однако практика параллельного исследования особенностей строя как тюркских, так и монгольских языков заставляет усомниться в этих цифрах, что приводит к мысли о необходимости проверить реальность таких больших схождений и реальность существования в прошлом гипотетического тюрко-монгольского праязыка. Профессор Рассанин решил проверить выводы Котвича и сравнить лексические и грамматические системы тюркских и монгольских языков на предмет выявления подлинных общих элементов. В результате его многолетних сравнительно-исторических и этимологических исследований тюркских и монгольских языков на уровне лексики и грамматики позволили получить следующие результаты. На поверку выявилось, что из 25% общей тюрко-монгольской лексики большинство слов оказалось бесспорно тюркскими по происхождению, некоторым монголизмами в отдельных тюркских языках, и лишь немного слов не позволяют определить их происхождение. Только их можно условно отнести к тюрко-монгольской общей лексике. Как ортодоксальные алтаисты, так и антиалтаисты признают существование исторических контактов между алтайскими народами и их языками после XIII века и наличие взаимных заимствований, относящихся к этому времени. В соответствии же, уводящие к более ранним периодам, сторонники гипотезы считают общим наследием единого проалтайского языка, то есть фактически признают довольно позднее распадение алтайского праязыка. Противники же гипотезы вообще все соответствия объясняют заимствование, то есть контактами. Рона Таш, разработавший четкие критерии и приемы для определения тюркизма в особенно ранних монгольских языках, совершенно правильно считает, что алтайский праязык, если и допустить существование такового, распался довольно рано, и независимая жизнь алтайских протоязыков должна рассматриваться как долгий исторический процесс. Так, например, из истории известно, что уже в бронзовом веке алтайские народы и, соответственно, их языки
были достаточно развиты, и между ними существовали разнообразные контакты. Таким образом, задачей алтаистики является выделение не только поздних, но и ранних, относящихся к прошлым тысячелетиям заимствований, и выявление подлинно общеалтайского фонда, если таковой останется после снятия наслоений. Рон Наташ убедительно показал, что тюрко-монгольская лексическая общность во многом состоит из ранних тюркизмов в монгольских языках, относящихся к влиянию древнебулгарского языка. Главное, что это доказывается не анализом изолированных слов и не использованием разрешенных аргументов, а взятыми в системе соответствиями и критериями, которые усиливают друг друга. Так, например, хорошо доказывается, что существующая в тюркских и монгольских языках терминология высокоразвитого животноводства, связанная регулярными фонетическими соответствиями, является в монгольских языках в основном булгаро-тюркской по происхождению, о чем говорят не только соответствия «з», «р» и «ш», но и ряд других признаков. То есть древнемонгольские «униге» – корова, «бирагу» – теленок, «юкер» – бык, «угурак» – молозиво, «кемир» – кумыс, дал укрытие для крупного рогатого скота и тому подобное, оказывается тюркскими по происхождению. Тюркскими же являются также и основные термины металлообработки, как, например, Даркан – кузнец, Коргольджин – свинец, Темюр – железо, Акуркай – шахта и тому подобное. Учитывая же, что булгарские племена ушли на запад из Центральной Азии вместе с хуннами, профессор Рассадин может предположить, что эти контакты происходили задолго до III века нашей эры, то есть еще за 1000 с лишним лет до эпохи Чингисхана, времени широкой экспансии монголов и, соответственно, усиленного влияния их языка. Кроме того, Клосон и Рон Наташ пришли к выводу, что тюркизмы проникли в монгольские языки из ранних тюркских языков в разные исторические периоды. Именно поэтому невозможно выведение строгих фонетических закономерностей в тюрко-монгольских соответствиях. Поэтому каждый элемент в составе так называемой тюрко-монгольской лингвистической общности требует самого пристального критического рассмотрения. Просто выявление максимального числа тюрко-монгольских параллелей и утверждение через это якобы генетического родства тюркских и монгольских языков уже ничего не дает для решения алтайской проблемы. Работа профессора Рассадина над выявлением тюркизма в монгольских языках показала, что многие из них, носящие общий монгольский характер, относятся к ранним тюркизмам, проникшим в монгольские языки еще до их распада. Так, например, к их числу можно отнести такие слова, как халхо-монгольская «заль» – горящий уголь, калмыцкая «заль» – пламя, бурятская «зали» – пыл, жар, старописьменная монгольская «джали» – пламя воодушевления, жар, восходящий к древнетюркскому «джалынг» – пламя, древнетюркская «ял» – вспыхивать, воспламеняться, халхо-монгольская «арил» – очищаться, исчезать, бурятская «арил», калмыцкая «арил» – исчезать, убираться, уходить, старописьменная «арил» – очищаться, исчезать, от древнетюркского «арыл» – очищаться, становиться чистым, страдательный залог от «ары» – быть чистым. Наличие подобных лексем свидетельствует о довольно раннем тюркском влиянии на общемонгольском уровне. Кроме того, выявились тюркизмы регионального характера, главным образом айратско-халхасский и бурятско-халхасский. Примерами айратско-халхасских тюркских заимствований могут послужить слова типа мангхалхо-монгольская «балдаргана», «бальчергана» – «борщевик»,
калмыцкое Байчирхан, волчий камень, от тюркского Балтырган, борщевик, халхо-монгольское ик, калмыцкое ик, веретено, от древнетюркского ик, йик, веретено, халхо-монгольского дзарам, отруби, калмыцкое зарым, пшено, крупа, грубая мука, от тюркского ярма, крупа, от тюркского яр, рассекать, расщеплять. К бурятско-халхасским тюркизмам можно отнести лексемы типа халхо-монгольского олбок, бурятская олбок, тюфяк для сидения, от тюркского олмак, от тюркского ол сидеть, халхо-монгольская той, бурятская той, свадебный пир, от тюркского той пир, пиршество. Для сравнения, тюркское то насыщаться, ток сытый. Наличие подобных региональных тюркизмов говорит о том, что процесс распада общемонгольского языка происходил неравномерно, и что тюркское влияние не прекращалось и в течение этого процесса. О продолжающемся тюркском влиянии на монгольские языки, которое происходило и после распада общемонгольского проязыка, и образование самостоятельных монгольских языков свидетельствует наличие тюркизмов, специфичных для каждого из монгольских языков. Так в халхо-монгольском языке выявляются свои тюркизмы типа асак, хромота у животных, от тюркского аксак, хромой, от акса, хромать, торомдой, копчик, от тюркского турумтай. То же самое итлег, пустельга, от тюркского ительги то же самое явлак, ушастая сова, от тюркского ябалак, япалак, сова. В бурятском языке и в его говорах, особенно западных, тоже выявилось немало специфических тюркизмов. Например, бой ног, подгрудок, обвислая шея у крупного рогатого скота, от тюркского мойнак, от тюркского мойюн, шея, жерхе, брезговать, от тюркского еркен, то же самое. Сол, печь, изба, от хакасского сол, печь, изба, чувал, камин, балак, пескарь, гальян, от тюркского балык, рыба и тому подобное. Наибольшее количество тюркизмов обнаружилось в калмыцком языке и в его говорах. Например, такие слова, как бурыш, перец, от казахского бурыш то же самое, шалгы, коса для сенокошения, от казахского шалгы то же самое, от казахского шал, косить, рубить. Джилкы, парус, от тюркского елкен, джилкен, от тюркского ель, джиль, ветер. Килик, рубашка, сорочка, от тюркского койлек, рубашка и тому подобное. Подобная лексика отражает уже более поздние тюрко-монгольские контакты. Таким образом, тюрко-монгольская языковая общность при ближайшем рассмотрении оказывается весьма неоднородной. Она состоит минимум из 3 групп. Первая – ранние поздние тюркские заимствования в монгольских языках. Вторая группа – ранние поздние монгольские заимствования в тюркских языках. Третья – общие тюрко-монгольские элементы, работа над которыми требует методики иного уровня, а алтаистика должна заниматься именно ими. Это, например, такие слова, как тюркская ал, ярко-красный, алый, монгольская улайх, краснеть, улан, красный, тюркская таш, камень, монгольская чулун, камень, тюркская чал, седой, монгольская цах, белеть, цаган, белый, тюркская елых, джилых, теплый, монгольская дулан, теплый и тому подобное. Поэтому ближайшей и неотложной задачей исследования тюрко-монгольской языковой общности на данном этапе является выявление взаимных заимствований и определение подлинных тюрко-монгольских элементов. Таким образом, не вызывает никакого сомнения, что решающую роль в процессе образования тюрко-монгольской языковой общности сыграли разнообразные контакты и взаимоотношения между тюркскими и монгольскими этническими группами в разных ареалах Центральной Азии, где они обитали,
происходившие в различные исторические эпохи, как, например, эпоха монгольских завоеваний тюркских народов Чингисханом, во время которой в тюркские языки попало множество монгольских слов из средневекового монгольского языка. Как представляется, что в течение всей истории взаимодействия тюркских и монгольских этносов Центральной Азии и в более ранние времена подобных решающих этнических столкновений было немало. Так, например, как явствует из истории Монгольской Народной Республики, на территории Центральной Азии на рубеже двух эр противоборствовали две степные державы. Это западный хунский каганат, основу которого составляли протобулгарские тюрки, и восточный сянбийский каганат, в основе которого лежали древние монгольские племена, образовавшиеся после распада империи хуннов. После нескольких сражений сянбийцы в конце I века нашей эры разгромили протобулгар, завладев их землями, включив в свой состав часть их этноса, то есть фактически произошла монголизация части тюркоязычных племен. В истории Монгольской Народной Республики об этом сказано буквально следующее, кавычки открываются. После разгрома в 93 году нашего века северных хуннов и слияния их с племенем Сянби, этнический состав последнего изменился. С этого времени под Сянби надо подразумевать не только Дунху, но и Хуну, то есть Сянби стали этнически неоднородным племенем. Это смешение двух племен нашло свое отражение и в языке. Смешение этнически различных племен и языковых групп на территории Монголии наблюдалось и позже. Но при этом происходило не образование нового языка, а обогащение одного из скрещивающих языков, а именно древнемонгольского, который сохранялся и развивался, сохраняя свой словарный состав за счет других языков, это тюркского и тунгуса-маньчжурского, кавычки закрываются. Как показывает история, данный контакт древнебулгарских и сянбийских племен, зафиксированный в китайских летописях начала эры, привел к появлению нового варианта древнемонгольского языка, сянбийского, обогащенного протобулгарским, тюркским субстратом. Этот древнемонгольский язык, развиваясь, дожил до наших дней в форме современных монгольских языков, сохраняющих те древние булгарские элементы, которые вошли в древнемонгольский язык в ту отдаленную эпоху. Подобные процессы слияния и взаимогощения тюркских и монгольских языков, вероятно, неоднократно происходили и до нашей эры. Так Ронаташ, как уже упоминалось выше, считает, что древние монголы заимствовали молочное скотоводство у древних булгар еще в эпоху бронзы. Таким образом, Рассадин приходит к выводу, что именно контакты монгольских и тюркских племен обусловили проникновение еще в древнемонгольский язык большого количества тюркских элементов и смешанный характер монгольского языка, который образовался за счет обогащения монгольского адстрата тюркским протобулгарским субстратом. На слияние двух этносов указывает и составной этноним Ор-монгол, настоящий подлинный монгол, которым называют себя халха-монголы, образовавшийся в результате слияния протобулгарского этнонима Огур, сравни этноним Огус у других тюрков и этнонима монгол. Исследование монгольского влияния на лексику тюркских языков показало, что оно происходило неоднозначно в разных их группах и их ареалах. Влияние монгольского языка происходило в основном в средние века, в эпоху монгольских завоеваний и связано с империей Юань. В это время власть монголов распространялась на огромные территории от Поволжья до Преамурья, включая Китай, Тибет, Среднюю и Переднюю Азию.
Поэтому в языках народов, обитавших в этих землях, наблюдается наличие монгольских лексических элементов, характерных для той эпохи. Нет их лишь в тех тюркских языках, носители которых находились вне зоны монгольского влияния, поскольку от носителя рано ушли от непосредственного соприкосновения с монголами. К таким языкам относятся, например, турецкий и чувашский язык. Все остальные тюркские языки имеют следы монгольского влияния в различной степени. Наибольшее количество монгольских элементов монгольского происхождения представлено в якутском и тувинском языках. Причем наличие монголизма в якутском языке связано с вхождением монгольских этнических элементов в состав якутского народа в первом тысячелетии нашей эры, а также обусловлено якутско-бурятскими контактами. Большое количество монголизма в тувинском языке связано с тем, что территория Тувы, начиная с XIII века и до недавнего времени, входила в состав государства монголов, где в течение всего этого времени в качестве государственного языка использовался монгольский язык. Другие сибирские тюрки, долгое время находившиеся под монгольским и айратским влиянием, тоже впитали в свои языки немало количества монгольской лексики. Некоторые тюркские народы Сибири, такие как тафалары и сайоты, а также монголи-цатаны и уйгуро-урянхайцы, живущие непосредственно возле монголов и бурят, испытали сильное влияние со стороны современных бурятского и халко-монгольского языков. Из тюркских языков других групп наибольшее влияние средневекового монгольского языка выявилось в современных кыпчакских языках – казахском, каракалпакском, нагайском. Причем в языке казахов, живущих в Монголии и Синьцзяне, отмечается сильное влияние современного монгольского языка. Значительное монгольское влияние, относящееся к эпохе Средневековья, представлено и в современном киргизском языке. Немало монголизмов также в уйгурском языке, причем характеризующиеся чертами как средневекового, так и современного монгольского языка. Немало монголизмов, относящихся к средневековому монгольскому языку, представлено в татарском и башкирском языках, в тюркских языках Северного Кавказа, а также в туркменском и азербайджанском языках. Сравнение грамматических элементов тюркских и монгольских языков на уровне аффиксального словообразования, формообразования, словоизменения показало их типологическое сходство, но никак не материальное. Выявилось лишь с десяток общих тюрко-монгольских словообразовательных моделей при огромном количестве разностных элементов. Среди аффиксов формообразования обращает на себя внимание общий тюрко-монгольский родительный падеж «ын», а также местный падеж «да» и общая форма выражения усиления качества у прилагательных цвета типа тюркского капкара, монгольская хабхар, черный-причерный. Системы причастия, идеи причастия в тюркских и монгольских языках организованы по разным принципам и не имеют совпадений, за исключением 3 форм деепричастий явно тюркского происхождения, представленных в старописьменном монгольском языке. Системы словоизменительных форм в тюркских и монгольских языках сформированы по разным принципам и практически не имеют совпадений. Произведенное сравнение, выявившее лишь единичный случай совпадений в некоторых грамматических категориях, не дают права согласиться с утверждением Котвича о 50% общих грамматических элементов в тюркских и монгольских языках. Сравнение показало, что формирование грамматических элементов в этих языках происходило самостоятельно и независимо друг от друга. Прослеживается лишь типологическая общность. Следует отметить, что вывод Котвича о развитии общих тюрко-монгольских элементов в результате разновременных контактов тюркских и монгольских этносов
и о наличии алтайской языковой общности в очень отдаленную эпоху примерно на уровне каменного века в принципе верен. Кроме того, для сравнительно обозримого исторического периода, начиная с каменного века, наличие гипотетического тюрко-монгольского праязыка конкретным лингвистическим материалом не подтверждается. Спасибо за внимание. Спасибо за достаточно интересный доклад. У нас осталось совсем немного времени до перерыва. Слово предоставляется руководителю Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала-Поволжья, Института Востоковедения Российской академии наук, кандидату исторических наук Аликберу Калабековичу Аликберову. Тема доклада о роли гуннов в этногенезе карачаево-балкарского народа по данным восточных источников. Да, мне выпала очень сложная задача перед обедом читать доклад. Но я постараюсь это сделать более-менее живо. Вот, и представлю вам самые основные параметры доклада, основную информацию с точки зрения источниковедения арабистического. И если какие-то будут вопросы и более, так сказать, предметное обсуждение, предлагаю завтра на круглый стол, где будет доклад уже, так сказать, уже более предметный. Прежде всего, вот, обратите внимание на изображение черепа. Это искусственная деформация, так пеленали, считается, что это гунский череп. Ясно, что под гуннами это, так сказать, действительно, они даже внешне отличались, эти гунны, но те гунны, которые были на Северном Кавказе, они немножко другие. И мы говорим гунны, это достаточно условное обозначение, потому что действительно этот конгломерат племен, родоплеменных сообществ представлял собой действительно большой, очень она была разнородна. И поэтому в исторической литературе, значит, их называют гунносавирами. Значит, прошу следующий. Вот карта, где мы видим, значит, собственно, территорию гунносавиров или этой страны, которая называется, так сказать, страной гуннов. Это не только область за Дербентом, но достаточно широкая, когда оседали разные потоки тюрков, тюркских кочевников, и не только тюркских, но и графинских и других. Они, так сказать, доходили до, собственно, хребта Кавказского и оседали на равнине и предгорье, поскольку, как говорит Захарий Риттер, они жили в кибитках и, соответственно, так высоко горы не могли пробираться. Следующая карта, пожалуйста. И здесь мы видим границы хазарского влияния в середине 7, середине 8, середине 9 веков. Середина, собственно, центральная часть, так называемой исторической Хазарии, это, собственно, территория страны гуннов, опять же условно. И дальше расширение этих пределов происходило поэтапно. И мы скажем, что в разных источниках это государственное образование или протогосударственное образование, мы даже не знаем, в какой, сказать, степени были развиты политические институты этого конгломерата. Назывался в армянских источниках Ашхар-Хонг, страна гуннов буквально, албанские пределы, сказать, в Дербент-Наме называется Сувар, местная историческая хроника. А вот источники, которые персидского происхождения, сасанидские, которые восходят к сасанидским источникам, вот было интересно, как это называется там, потому что в арабских источниках нет упоминаний прямо о государстве. Или вот так мы считали, что нет такого, так сказать, названия. Есть только название, которое исследователи читают Джидан. Будьте добры. Джидан, следующий слайд. И, значит, Аль-Масуди говорил, что Джидан – это самое могущественное царство,
И он говорил, что народ Аль-Баба терпит значит, много ущерба царства Джидан, народ, который входит в состав земель хазарских царей. И далее столица Джидана, город Самандар. Значит, поскольку исследователи опирались на форму Джидан, который Дегуей, вообще издатели текста Масуди, они основывались на рукописях, двух рукописях, это парижская и булакская рукопись. Я специально посвятил специальное исследование этой теме и обследовал все рукописные, так сказать, формы написания этих терминов в разных арабских рукописях этого сочинения «Муруджь аз-Захаб». Значит, дело в том, что все известные нам списки этого сочинения, в том числе значит, вот, парижская и булакская, они достаточно поздние, это, так сказать, списки нового времени. Автографов нет, поэтому как писали в это время, уже никто не знал, как правильно огласовывать, учитывая, что там может быть разночтения, а разночтения действительно выявились. Дело в том, что Джидан – это далеко не единственная форма написания, будьте добры. Значит, у этого топонима зафиксировано около 8 написаний. Следующий сайт. Значит, это петербургская рукопись, вот, тоже дает Джидан, одна рукопись, вторая рукопись Хайдан. Номера соответствуют инвентарным номерам фонда хранилища. Значит, рукопись каирская Хайдан, причем без диакритической точки. Хидан и Хизан – это формы, которые тоже зафиксированы в двух других рукописях. И, в общем, я, так сказать, предлагаю реконструкцию, поскольку очень часто тексты раннего времени, X века, XI века и даже XIV века, они бывают без диакритики. Сказать, вот, графическая форма абсолютно идентична. Это форма, собственно, хунзан. Более того, будьте добры, значит, в местных исторических источниках, местных, упоминается следующий слайд. Значит, у Ат-Табари эта форма соответствует Хайлану, где Хайлан и Хайзан, Раза, то же самое, как Табарсаран и Табарсалян. Значит, в арабской рукописной форме достаточно легко перепутать, и переписчик мог это принять за форму. И далее, значит, Зайналь-Абедин Ширвани, он пишет хунз, форму хунз, причем вот в этой форме хунз присутствует вав, где, собственно, не диакритика отмечается, вот этот второй, значит, вторая фонема, то есть первая фонема, а буквой вав. И более того, он сообщает, что хунзы называли Дербент Дамир Капы. Следующее, пожалуйста. Значит, и этнический состав, то есть родоплеменной, точнее, состав гудских пределов приводит сирийский автор Захария Ридер, или псевдозахарий, как его называют. Значит, это отдельно называются хазары, отдельно авары, отдельно савиры. И далее искаженные формы кутригуров, анагуров, сиргуров, угуров. И причем очень важно, что фактически фиксируются все потоки вот, кочевников, которые действительно имели место за несколько столетий до этого. Следующий слайд. Следующий слайд. Значит, два важных события, которые имели место и оказали очень существенное, я бы сказал, решающее, имели значение, и в том числе в этногенезе карачаево-балкарского народа, и вообще тюркских кавказских гуннов или северокавказских гуннов. Это первое, 567 год, приход тюркутов из Теми на Северный Кавказ. И второе, это значит, 32 год хиджры, начало арабо-хазарских войн. Следующий. Значит, у нас есть источник очень ценный, это Тараджиб аль-Умам ибн Мискавейха, который, как считает венгерский исследователь Гриньяши, использовал сасанидский источник. Он считает, что это был Карна Мака Нуширван.
И, собственно, вот в книге «Деяния Анушервана» описывается подробно, детально, что произошло. Первый пункт. Карнамак, значит, тюрки, обитавшие в Северном крае, которых достигла нужда, довели до Анушервана, что готовы служить, если их обеспечат довольствием, а также дадут им земли в районе Баланджара для кормления. Второй рассказ начинается буквально с того, что в начале 1937 года нашего царствования, это от имени Анушервана Хасрова, 4 подразделения тюрков из Хазарской области, 4 подразделения, причем каждый во главе со своим царем, написали нам о том, что они терпят нужду, и из письма следует, что они желают служить нам. Таким образом, Северный край, гунские пределы, 4 царя, то есть мы представляем, что это, значит, конгломерат этих народов, он все-таки, если, конечно, имеется в виду, если в первом и втором случае имеется в виду 4 подразделения, относятся к этому Северному краю. Далее, значит, следующий. Значит, мы, возвращаясь, значит, к теме, которая обсуждалась, аланы, не аланы, хотим обратить внимание на то, что действительно о долгом периоде сосуществования Аорского объединения, собственно, массагетов на побережье Каспия, и, во всяком случае, источники античные об этом говорят, и Албании. При том, что значит, Албания – это Арран в среднеперсидских источниках, и очень много приводится сведения о албанских воротах или аланских воротах. И очень часто исследователи путают эти два понятия, считают, что имелось в виду. Это врата, так сказать, аранские и так далее. Я сейчас не буду, так сказать, углубляться в эту тематику, только отмечу, что в среднеперсидском языке, в среднеперсидском вообще графике ра и эл и р, они идентично пишутся. Это первое. Второе, значит, зафиксирован в списке назначения Анушервана титул Аллан-Шах. Аллан-Шах с 2 «л». Этот титул относится к правителю Муган, совсем другое место. Вот. И причем параллельно существовал Аран-Шахих, это тоже на Восточном Кавказе, параллельное существование этих двух названий. Далее, значит, очень интересно, подождите. Значит, Прокопий Кесарийский называл массагетов, называл их гуннами. Это не значит, что массагеты были гуннами, безусловно, но после нашествия, собственно, тюркутов, видимо, тюрки, кавказские гунны или гунносафиры, они оказались в достаточно сложном положении. И они были вынуждены уйти в горы. И не только, сказать, собственно, гунны, но и аланы. Это очень хорошо подтверждается археологическим материалом. Кузнецов это прекрасно показал, в том числе подтвердил в последней своей работе. Факт прохождения и гуннов, и аланов в горы, и во всяком случае гуннов, нуждается в дополнительном изучении. Здесь мы отметим только вот несколько вещей, которые касаются взаимоотношений, и как хазары относятся к... Что такое Хазария, что такое тюрки. Потому что в источниках и значит, Масуди очень часто он говорит, что тюрки не хазары, хазары не тюрки, в то же время говорит, что языки похожи, другие говорят, что языки не похожи. Здесь все-таки, наверное, имеется в виду, что под тюрками понимаются тюркуты, а под хазарами все-таки вот эти северные народы, собственно, гунских пределов. И здесь я не буду дочитать. Вот. Следующий, пожалуйста. Очень важное событие произошло как раз в 1932 году. Хиджры и Ибн аль-Асир описывает подробно, что именно произошло. Дело в том, что в этом году, значит, состоялся первый поход арабов на Баланджар. То есть арабы впервые столкнулись с северными народами. И потерпели, как следствие, сокрушительное поражение. Обстоятельства этого похода очень хорошо описаны от Табари, причем очень живописно. Там описывается, что, значит, в безвыходном положении
значит, арабы кричали такбиры, то есть Аллах Акбар, Аллах Акбар, и они бежали оттуда, еле спаслись, и в два отряда. Один отряд возглавлял Абу Хурайра, знаменитый передачи хадисов, и Салман Аль-Фариси, который тоже знаменитый асхаб. Второй отряд возглавлял Аль-Алькама ибн Кайс, который врата Дербента называются Аль-Алькама. Это очень интересно, но Ат-Табари еще сообщает, что там погибли асхабы, и некоторые асхабы похоронены там же, в Дербенте. А сам Абдуррахман Аль-Бахили тоже был убит. Баланджар, значит, защищали, использовали тюрки, гунны или хазары, значит, камнеметные машины, установленные на стенах. И самое важное, почему, как случилось так, что действительно маленькие, сказать, конгломерат тюркских племен, который обитало вот в этих пределах, который испытывал нужду и который до этого просилась под опеку сасанидского Ирана, не только выдержала удар арабов, который разрушил сасанидский Иран в течение 10 где-то лет, но и сумела не только выдержать этот натиск, но и смогло в течение 300 лет держать эту оборону, фактически на стенах Дербента. Вот. И это прекрасно проясняет вторая часть сообщения Ибн Аль-Асира. Тем временем тюрки объединились с хазарами и вступили с мусульманами в кровопролитную войну, в которой был убит Абдуррахман. Соответственно, видимо, после арабского нашествия тюркуты и гунны-савиры, они действительно заключили союз, и с этого времени источники не упоминают хазар и тюрков раздельно. Они и говорят либо о хазарах, либо о тюркутах. Более того, в источнике Калан-Катвацы называют князя, значит, Хазар вассалом великого Хакана. Следующий, пожалуйста. И это мы как раз говорили. Да, далее. Следующий. Вот. И здесь, поскольку у меня есть 5 минут, да, насколько я понимаю, я хотел остановиться на термине, который упоминается в источниках. Дело в том, что после того, как гунны, тюрки, народы, которые жили в гунских пределах, были вынуждены под натиском, значит, тюркутов уйти в горы, там образовались новые конгломераты и новые объединения. И одно из таких объединений, видимо, был Сарир. Это, собственно, горцы Дагестана, Нагорный Дагестан, который призвал в силу вынужденного характера, так сказать, ухода этих гуннов в горы. Значит, Ибн Саад пишет, что войско правителя Сарира состоит из разноплеменных тюрок. Более того, другие источники упоминают, что там назывались тарханами предводители. Значит, зафиксировано в Дербент-Нама, что выше Табар-Сарана расположена область Субаров, а затем идет юг Хакима, которого зовут Филан-Шах. Далее Масуди пишет, что Филан-Шах – это титул правителя, восседавшего на троне, некоторые пишут золотой трон, Сахиб ас-Сарир. И далее, значит, этот термин «юг», который фактически является названием Сарира, огласован как «явук» в списке Гази Мухаммада Аль-Ури. Следующий, пожалуйста. Что это за термин? Следующий. Значит, Дербент-Наме дает 3 варианта, разные списки Дербент-Наме. В одном вот действительно юг, в втором явук и третьем тавьяк. Тавьяк, в принципе, то есть это проблема та же самая, это проблема, которая
связано с тем, что люди, которые не понимали термины, они не могли их адекватно передавать, и при переписывании многократно происходило, и нужно восстанавливать такие сложные термины с помощью сопоставительного анализа большого количества рукописных текстов. Значит, в конечной версии вот этот тавьяк через та подтверждается эта информация полностью с другим списком тарих Бабаль-Абваб Ваширван, где упоминается тот же термин тавьяк через та, эмфатическое. Следующее. Значит, более того, местные другие источники упоминают о том, что Ширваншах захватил Дербент и стал шахом Тавьяка. Ибн Руста упоминает о народах Таулас, которые живут на отдаленных окраинах Хазарского ганата, которые постараются до Тифлисской стороны. Далее. Соответственно, мы понимаем, что вот слово тавлу, горцы, это термин, который относится не только к дагестанцам, это термин, который относится не только к осетинам, ард-ос, земля, ард тоже арабское слово. Это, в принципе, может относиться ко всем горцам, и в том числе тюркам в том числе. То есть, фактически, тавьяк – это может быть гунско-союзским эквивалентом арабского ахляль-джабаль, люди гор. Так люди называли все, кто жили в горах. И Кузнецов действительно тоже считает, что это горцы. И Каракетов подтверждает, что этнонимы, которые дают балкарцам кумыки, это Тавлу Карачайлар, и каранагайцы Дагестана называют Тавлы Карашайлар, и акнагайцы при Кубани называют Тавлы Карашайлар. То есть, следующий, пожалуйста. То есть мы видим, что процесс этногенеза, значит, карачаевского балкарского народа, он был очень продолжительный. Следующий слайд. И он фиксируется. У вас нет ничего больше там, да? Да. Значит, если в VI веке Захария, значит, пишет, что все народы страны гуннов живут в кибитках, то уже в X веке, так сказать, другой автор, уже грузинский, пишет, что эти тюрки являются детьми Ликана, то есть одного из этнархов, общедагестанское в данном случае, но, видимо, поскольку слово Тавлу и Таулистан распространялся, и география Таулистана была шире, собственно, Дагестана, и более того, Тавьяк – это, собственно, более древнее название, чем Дагестан, потому что Дагестан – это тоже страна гор, но уже более поздняя персидско-агузская. Последнее, пожалуйста. Да, это спасибо за внимание. Видимо, да, это спасибо за внимание. Спасибо за выступление. Уважаемые коллеги, у нас перерыв. Значит, просьба соблюдать регламент, так чтобы смогли все заявившиеся на пленарном выступить. Большая просьба соблюдать регламент и перерыв на обед. Так, секунду, здесь надо подождать. Немножко, все можно оставить, да, по-моему? С президиумом чуть-чуть подождать.